أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Дорогие братья, уважаемые сестры, ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. Алхамдулиллах, безграничная хвала Всевышнему Аллаху за то, что дал нам возможность очередной раз собраться в гостях у Всевышнего, в доме Всевышнего Аллаха, поминать имя Всевышнего Создателя, благословлять пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. И самая, наверное, большая милость и большое благо, которое Аллах нас всех наделил, это быть из числа уммы пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Как Всевышний Аллах в Коране говорит, если вы захотите посчитать все милости, все блага и дары, которые я вам даю, вы не сможете их сосчитать, говорит Всевышний Аллах. Очень часто те блага, которые Аллах нас наделил, мы забываем благодарить. Давайте, иншаллах, сделаем намерение, что сегодняшний наш этот маджлис, это маджлису шукри, маджлис нашей благодарности Аллаху за то, что мы из уммы Хабибуль Мустафа, пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И также одним из основных поводов сегодня собраться было сегодняшнее не самое лучшее положение уммы посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Очень нехорошее положение в разных уголках земли и особенности в Кудсе, в Палестине, в секторе Газа. Иншаллах, мы будем делать дуа. Я вижу много радостных лиц, братьев, которые друг друга не видели, может быть, давно, увиделись, встретились. Аллах нам дал сегодня эти улыбку, эту радость и много чего позитивного, но мы должны знать, что не все мусульмане сегодня в этой радости пребывают, чтобы в их положение тоже мы входили, чтобы их боль немного себе тоже переняли и делали за них дуа, иншаллах. Программа сегодняшнего мероприятия следующая. Иншаллах, мы начнем, как и все богоугодные мероприятия, начнем с чтения аятов Священного Корана. Также будут у нас выступать наши ученые и алимы, которые пришли для нас поведать, рассказать из жизни посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, о нашей вере. И хочу, обращаясь к каждому брату и каждой сестре, сделать напоминание о том, чтобы вот каждого выступающего, чтобы мы слушали, как человека, который передает нам весть от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Потому что наши алимы – это люди, хоть мы не встретились с пророком, саллиллаху алейхи вассаляма, те люди, которые до нас передают слова, которые сказал пророк, алейхиссалату вассалям. Алимы – это наследники пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, чтобы мы максимально внимательно слушали и перенимали для себя каждую букву, которую мы сегодня услышим. Давайте все вместе, начиная с меня, иншаллах, сделаем намерение, все, что здесь услышанное, мы не просто заберем с собой в свои дома, в свои сердца, мы постараемся жить намного лучше, чем до сегодняшнего дня. Постараемся то, что мы сегодня услышим, воплощать в жизни тоже, иншаллах. Также у нас будут восхваления пророка, саллиллаху алейхи вассалям, чтение салаватов. И в конце, иншаллах, вам будут раздавать номерки. Каждый, кому не достался, тоже скажите, иншаллах, номерки каждому должны достаться. И будет розыгрыш поездки на малый хадж, на умру, иншаллах. Это будет в самом конце, поэтому не расходитесь, дорогие мои братья. После этого завершающая дуа, и потихонечку мы будем прощаться. У нас небольшая, короткая сегодня программа, но, надеемся, максимально продуктивная и плодотворная, иншаллах. И сейчас я хочу предоставить слово нашему брату, хафизу Корана. Алхамдулилля, что хафизов с каждым годом становится все больше, с каждым днем становится все больше. И мы можем обрадоваться, еще раз восхвалить Аллаха, то, что среди нашего малочисленного народа тоже есть хафизы. Это наш брат Мухаммад Наби Бутаев из селения Хуты Лакского района, который в этом году завершил полное изучение Священного Корана. Сегодня он с нами, и предоставим его слово, чтобы он открыл наше мероприятие. Пожалуйста, брат.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. Там, где восхваляется имя Всевышнего Аллаха, благословляется пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассаляма, мы просто описать не можем то вознаграждение, та милость, которая не спосылается на такие маджлисы. В хадисах говорится, что ангелы с собою заполняют эти места. У нас сомнений быть не должно, что вот между нами, вот в рядах, где свободные места есть, с собою ангелы заполняют. Хоть мы их не видим, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, нам поведал, что будут непременно эти маджлисы заполняться ангелами. И один такой маджлис, тысячи маджлисов наших, где греховные поступки совершаются, один такой маджлис очищает, говорит. Обратите внимание, прийти на подобный маджлис не просто 1000 грехов, а 1000 маджлисов, где грехи проходят. 1000 маджлисов, где грехи проходят, нам очищает Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. И Аллах Всевышний, говорит, смотрит на этих людей, которые собрались, и их привело сюда не что иное, кроме как стремление к довольству Всевышнего Аллаха. Аллах
взглядом милости смотрит на этих рабов. Свою милость безграничную проливает и говорит ангелам, которые сообщают Аллаху: «О Аллах, в таком-то месте собрались люди только ради Твоего удовольствия, которые собрались там. Чтобы вспомнить Тебя и восхвалить Твоего посланника». Аллах говорит: обрадуйте их, что я прощаю им грехи. И если, говорит, человек даже не с таким намерением, просто случайно даже вышел из дома и оказался на таком маджлисе, и этого человека запишут в списке таких людей, кого Аллах обрадует прощением грехов. Алхамдулиллах за это тоже, дорогие братья и сестры. К нам сегодня на наш маджлис пришел наш уважаемый алим, человек, которого вы все знаете и лично наверняка, и особенно в социальных сетях, помощник муфтия Идрис Хаджи Асадуллаев. Поэтому ему, иншаллах, мы предоставим сейчас слово. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогой джамаат, хочу начать свое выступление из строк крупного, большого ученого шейха, но они перевод я как-то собрал, надеюсь, смысл как-то передам. Все равно, как на родном оригинальном языке, смысл не удастся передать. В общем, посыл, что хочет автор, надеюсь, мы вместе поймем. В этих строках есть для разумного урок на всю жизнь. Свою скотину человек содержит, бережет вовек. Душе угодное ему живет животное в быту. Животное уж не поймет, к чему же ей такой почет, пока в один из ясных дней не станет жертвой палачей. Ты прими, факир инсан, испытание Творца, а слушанием вопреки дает тебе блага свои. Мы знаем, когда хозяин заходит к животному с сеной, с кормой, он крутится, танцует, уши, хвост кидает, от радости чуть не летает. Бедный бычок не понимает, для чего хозяин кормит его. До тех пор, пока резчик не поставит на его горло кинжал, тогда понимает, для чего хозяин кормил его. Автор аналогию приводит в следующем куплете: «О, факир инсан, не обманывайся бренным миром, этим красотам, богатством, свободой, здоровьем, красотой, силой твоим. Ведь это испытание, чтобы не оказалось такой же исход, как у этого быка, когда за горло нас схватит ангел Израиль, чтобы мы не тогда поняли, для чего мы живем». Следуя хадису пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, чтобы мы отчитывали себя до того, пока нас не отчитали, чтобы мы умирали до того, пока мы не умерли. Основываясь на этих двух хадисах, сделали анализ нашей жизни, братья мои. Мир очень обманчив. Хузайфат, я в многих местах в последнее время этот хадис, который передает имам Бухари в своем сборнике Сахих, рассказываю, потому что он как никогда актуален в сегодняшний день. Хузайфат, радиаллаху анху, этот сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, очень великий сподвижник, кому доверял посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, секретные информации, сподвижник, кому доверял список мунафиков, лицемеров, некоторые сокровенные знания Хузайфату рассказывал пророк, саллаллаху алейхи вассалям.
Хузайфату рассказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, о каждой смуте, что будет в умме до судного дня, и как будет, и когда будет полностью. И самое приятное, знаете что? Этот сподвижник был в Дагестане. Этим мы славимся в хорошем смысле этого слова. Получается, наши прадеды, люди, которые встречались с этим сподвижником, с Абу Хурайрой, с другим сподвижником, с Абдурахманом ибн Раби'ам, с Салман аль-Фариси, очень известные большие сподвижники, которые были здесь. И об их визите говорит имам Табари, имам Ибн Кафир и другие ученые в своих книгах, трудах. Чем отличался Хузайфат от других сподвижников? Он, когда все спрашивали, если я что-то сделаю за это, какую награду мне от Аллаха, Хузайфат спрашивал, если я какое плохое совершу, это вызовет гнев Аллаха. Все плохое спрашивал у пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Однажды Хузайфат спросил: «О посланник Аллаха, мы утопали в бесчинстве и в зле. Этот мир не знал равенства и справедливости. За людей не считали определенных людей по цвету кожи, по национальной принадлежности. Женщин вообще за людей не считали. Сильный слабого обижал. Все наполнено было несправедливостью. Ты пришел и принес добро, и зло ушло. У меня теперь вопрос, о посланник Аллаха. Вот как добро пришло, зло ушло, еще раз зло вернется в нашу умму Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха ответил, алейхиссалату вассалам, зло вернется. Хорошо, у меня еще вопрос. После этого зла добро еще раз вернется, о посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Ответ Хузайфату, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, говорит: о Хузайфат, добро вернется еще раз умму, но на сей раз добро сопровождать будет фитна, смута. Смута будет постоянно сопутствовать до судного часа. Теперь удивленный Хузайфат далее спрашивает: и как определить это фитна, эту смуту, о посланник Аллаха? Как нам знать, что это фитна? Почему я это хадис рассказываю, братья мои? Чтобы вы взвесили, сегодня этот хадис как никогда актуален. Чтобы вы включили умы. Потому что сегодня, если до сегодняшнего дня наши предки 7 раз этот мир один раз речь говорили, сегодня надо 21 раз мерить, 1 раз резать. 3 раза больше надо мерить и сверить на весы шариата. Пророк говорит о людях: «Каумун яхдуна бигайри хадии». Появится группа людей, исключительные частички, там, тут появятся такие группировки, и их миссия будет наставлять людей. Посмотрите, когда фитна войдет в умму, и эта фитна будет до судного дня сопровождать добро, это же большой вопрос. И на что открывает нам глаза посланник Аллаха? Это не простая вещь, это серьезная вещь. Это серьезное большое предупреждение. Когда грозит опасность какой-либо эпидемии, врачи тревогу поднимают. Это большая тревога из уст посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Группа людей, которые будут наставлять других. Бигайри хадии, но вы знаете, это не мое наставление, говорит. Как нам определить, о посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям? Опиши более подробно. Хум мин джальдатина. Они из нас.
не из нашей уммы, из нас, из уммы Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا, и они будут говорить нашим языком, то есть языком Корана и Сунны. В Коране так сказано будут говорить вам они. В хадисе так сказано будут они говорить вам. Понимаете? И дальше он говорит, пророк, алейхиссалату вассалам, но языком нашим они будут людей звать к адскому огню. Как это так, о посланник Аллаха? Вот так. К заблуждению, к адскому огню. Теперь поняли, что будут такие люди, начнется фитна, будут красноречиво призывать людей к исламу, и их призыв будет вести людей в адский огонь и заблуждение. Как различить? И этот призывает, и этот призывает. И он красноречив, и он красноречив. И он знающий, и он знающий. Теперь как различить? Вопрос же это. Этот же вопрос возник у Хузайфата тоже. О посланник Аллаха, нам что делать? В наше время эти люди появятся вдруг, и мы не будем знать определить их. Что нам делать? Выход какой? Спасение какое? Это хадис передает имам Бухари в своем сборнике Сахих. Посланник Аллаха говорит: джамаат. Ваш ход джамаат. Придерживайтесь к джамаату, у которых есть имам. Там ваше спасение. Не выскочки, которые появились там, за экраном, где-то там на улице, какой-то там блогер красноречиво, который убедительно болтает. Нет, вообще нет. Джамаат. Почему? Потому что в другом хадисе пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла таджтами'у уммати аля ддаляля». Моя умма никогда не объединится на заблуждении. Никогда не объединится. Если моя умма собралась, в каком-то населенном пункте джамаат есть, этот джамаат спасется. Ради их собрания Аллах их спасет. Это обещание Творца нашему пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Даже настолько баракатная вещь это джамаат. Если у этого джамаата имам тем более есть, все, наше спасение здесь. Настолько баракатные, братья мои. Если, например, на джамаат намаз ходит 100 человек, у 99 из них, если намаз не принят Аллахом, по уважительным таким реальным причинам, у одного намерение неискреннее, у другого на показ, у третьего мысли были во время намаза о другом, о деньгах, о Китае, о детях. По разным таким признакам, если 99 человек намаз Аллах отверг, один человек, если искренне совершил, ради этого одного искреннего человека намаза, всех намаз Аллах принимает. Вот такой баракат бывает в джамаате. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал в другом хадисе: «Алейкум биссавадил а'зам». Ваша задача придерживаться к большинству, где есть джамаат. Там ваше спасение. И более точно разъяснил, кто не будет с джамаатом, у которых есть имам, ман шадда шудда финнар. Кто отделится, исключится, его исключат, его отделят в ад. Тоже сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Есть такие хорошие слова. Бесплодное дерево палки, камни не кидают. Вы тоже, наверное, слышали. У наших предков были такие слова. Зачем туда палки, камни кидать, которое стоит дерево бесплодное? Смысла нету. Палки, камни кидают, дергают то дерево, которое висит своими вкусными плодами. Деревья бывают разные. Плоды на вкус тоже бывают разные. В образном смысле хочу выразить: самый вкусный плод
который дает дерево, это религия ислам. Самый сладкий плод у этой религии. С самого начала зарождения этой религии на это дерево люди бросали камни и палки. На пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в том числе бросали. Понимаете? Всячески они находили причины, поводы и бросали. После него на халифов тоже бросали. Слухи распространяли. Поэтому долго затянуть не хочу. Есть такие слова, которыми я хочу завершить мое выступление. Абу Дарда, радiyallahu анху, это сподвижник пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, рассказал, что он рассказал, это приводит имам Аль-Байхаки в своей книге. Воистину истоком лицемерия является слово человека, сказанное против своего имама. Поняли, молодежь? К молодежи это обращение. Еще раз повторяю, запомните, это не Идриса слова, это не выдуманные слова, не красивые кого-то автора, поэта слова. Эти слова сподвижника пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, Абу Дарда, и он говорит, истоком лицемерия является слово, сказанное против своего имама. Понимаете? Когда против того времени имам, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, мунафик выступил Абдуллах ибн Убай, при первой возможности. Почему он выступил так? Потому что его гнилому сердцу тяжко было распространение ислама и успешная деятельность, миссия пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Вы представьте, человек помирил два племени, которые сотни года проливали друг друга кровь и враждовали. Не то, что помирил, он из этих двух племен детей сделал братьями. Это же сила. Дальше, когда из Мекки переселились мухаджиры, ансаров собрал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и говорит, для тебя вот этот мухаджир, брат. Дальше ты знаешь, что делать. В слове смысл, ты знаешь дальше, что делать, это очень огромный смысл. Это означает, он его принимал как родного, кровного брата. Сегодня мы за кровного брата жизнь отдать готовы. Его защитить готовы. Когда у него беда, это же у нас беда. Это оформлял пророк саллаллаху в сердцах сперва ансаров, потом он одним словом объяснял, это тебе брат. Все, им это хватало. Знаете, насколько хватало? Я вам скажу. Один из ансаров, которому пророк дал братам Абдурахмана ибн Ауфа, радiyallahu анхума, он говорит, о Абдурахман, ты же слышал, что тебя для меня братом назвал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям? Он говорит, слышал, идем-ка со мной. Вот это два сада у меня. Финиковые сады у меня. Какой тебе нравится, брат? Это или это? Любой из них твой. Вот так он принимал брата. Из-за одного слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Он говорит, брат, ты без ничего сюда прибыл. Ты знаешь, у меня две жены. С одной женой я развожусь для того, чтобы по истечению срока идды, чтобы ты для себя взял ее женой, брат. Это для нас дико, согласитесь? Чуждо. Что это такое-то? Это братство лилляхи, ради Аллаха и ради слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Они остальное, все им было, вот как бы грубо это не было, плевать было на все. Знак ишара от пророка есть, все это для них было самое главное.
Абдурахман говорит: подожди, не это мне не надо, брат. Мы и так братья. Не надо разводиться, не надо мне твой сад тоже. Давай ты мне чуть-чуть помоги выстроить свой бизнес. У меня опыт есть хороший. И все. Дальше братьями будем, да, как пророк сказал, саллиллаху. Так и получилось. Через короткий срок Абдурахман ибн Ауф стал самым богатым человеком на этих землях. Я что хотел сказать? Вот так, когда ислах, дружба, единство, братство в исламе созидал оптимальную, социальную, такую красивую страну, когда пророк, саллиллаху, создал из сердец полностью уничтожил национализм. Вот по цвету кожи, когда определяли людей, по богатству, социальному положению, все это разрушил в сердцах людей. Все люди в таком наслаждении, кайфе жили, любя друг друга, уважая друг друга. Мунафики же не спят. Им же это как кость в горло. Они умирали от зависти. Абдуллах ибн Убай искал момент, где кусать, когда бросить эту палку пророка, эту религию, саллиллаху. Однажды мы же люди, между нами бывает и разногласие, и спор. Между ансаром и мухаджиром случился такой спор, разногласие. Как они разошлись, где собралось малое количество этих ансаров, туда прибежал этот лицемер-подлец и поливает туда масло в огонь. Он же чуть-чуть в агрессии, случился же этот спор. Он говорит: ты сам виноват, и вы сами виноваты, о мединцы, потому что вы приняли этого презренного Мухаммада, вы приняли его сподвижников, вы поделились своим имуществом с ними, вы на шею их пустили. Вот так грубо отчитывал этих ансаров, как будто он за них переживает. Вы представляете подлость человека? Даже не достигший совершеннолетия маленький мальчик Зайд бин Табит вскочил и говорит: Абдуллах ибн Убай, ты сам презренный, даже твой род порицает тебя. Мухаммад самый почтенный, и его все любят. Ты замолчи, говорит. Маленький мальчик. Представьте. 10 лет мальчику. Кому 10 лет? Тебе 10 лет есть? Сколько тебе? Стан, ничего страшного. Вот. Еще лучше. Вот такой мальчик Зайд стал и авторитетному в своем роду Абдуллаху ибн Убаю рот закрыл. Почему? Потому что нифак, садись, брат Баркал, нифак это является фундамент всего плохого. Даже кафиры, мушрики не прибудут в таком месте, наихудшем, где будут эти мунафики. Самые ненавистные для Аллаха люди, эти лицемеры, мунафики, они всегда бросали камни в ислам, всегда бросали камни на имама, на предводителя ислама, кто несет эту груз на своих плечах. Это со времен пророка, саллиллаху алейхи, это было. Но мужество таких людей, как Зайда, и у нас иногда должно быть. Понимаете? Когда человек не видит, не знаком с этим имамом, например, с имамом города, например, с имамом республики, например, когда о нем человек говорит, хотя бы же можно сказать: ты с ним виделся, ты с ним чай пил, сидел, ты с ним в сафари был, ты этот вопрос с ним обсуждал? Нет. Тогда ты, согласно хадису пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, получается, достаточно лицемером быть, рассказывать все, что слышал. Это же получается. Нам надо так, дорогие братья, не только за имама, за любого брата. За любого брата мумина, когда подлец пришел тебе обсуждать, ты знай, этот человек, почитали он шайтана. Почитали он шайтана.
Вот так его цитируют в шариатских книгах. Понимаете? Имам Шаарани, правило тоже скажу, на этом завершу, наверное. Имам Шаарани говорит, когда ко мне приходил вот так подлец, за третье лицо говорит, я, говорит, ему вопрос задавал. Внимательно слушайте. Ты поверил тому, что он сказал? Он с чем пришел? Он говорит, смотри, этот Мухаммад Манар, этот говорит, Идрис, ты такой-сякой. Я говорю, брат, ты поверил, что Мухаммад Манар сказал тебе, что я такой? Или не поверил? Третьего же нету. Либо поверил он ему, либо не поверил он ему. Он скажет, я не поверил. Если ты ему не поверил, там же почему его не заткнул? Ты почему ему не сказал, это неправда, ты лжец, больше так не говори, он не такой. Правильно же? Поняли мысль? Там же вопрос, что не закрыл. А цель какая у тебя? Прийти ко мне, не поверил в него и о нем говорит. Между нами хочешь травить? Или второй вариант, он скажет, я поверил в Аллах, хотел уточнить у тебя. Брат, если ты его сказанному слову поверил, его имя зачем ты произнес мне? От себя почему ты меня не исправляешь? Ты же поверил ему. Поняли, братья мои? Цель упоминания Мухаммада Манара в чем заключается? Опять-таки, чтобы у меня ненависть возразила к нему. Понимаете, вот так работают мунафики и лицемеры. И ученые говорят, вот так к вам, если за третье лицо говорит, человек придет, вы знаете, этот человек почтальон шайтана. Если этот человек не боится и говорит за имама плохо, тогда вы точно знаете, Абу Дарда сказал, источник нифака кроется в сердце этого человека. Этот человек 100% мунафик. Дружил, обнимая его, любя его, если ты умрешь, судный день тебя Аллах спросит. Вот этот мунафик, он ненавистен для меня даже, чем кафир-мушрик. Почему вы можете спросить? Потому что они свою позицию открыто сказали, а он издевался над религией. Сказал, что я поверил и вредил больше, чем те и те. Поэтому его место тоже будет наихудшее. Понимаете? Вот этот мунафик, который я не люблю и меня не любит, ты с ним обнимался, ты с ним чай пил, ты ему улыбался, ты его любил. Упаси Аллаху Та'ала нас. Вассаламу алейкум ва рахматуллах. Альхамдулилля, огромное баракаллах Идрису Хаджи, который очень актуальную тему сегодня поднял. И я думаю, каждый из нас должен извлечь для себя урок. И когда сегодня человеку кажется все так элементарно, просто, и он направо и налево свои какие-то выводы делает, мы должны вспомнить, уважаемые братья и сестры, во время даже пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, были вещи, которые сподвижникам были непонятны. Вот здесь обратите внимание, все как ясный белый день не было тогда тоже. Какие-то моменты были, которые не понимали даже великие сахаба, радийаллаху анхум аджмаин. Более того скажу, второй праведный халиф, Умар бин Хаттаб, радийаллаху анху, бывали случаи, он возмущался на какие-то решения посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Потому что он тоже живой человек, эмоциональный, который может в чем-то усомниться, что-то увидеть с другой стороны, что-то не понять сразу. Но всегда рядом с ним бывал мудрый Абу Бакр, который ему разъяснял и успокаивал. К чему я это говорю? Продолжая тему Идрис Хаджи Асадуллаева. Сегодня тоже не каждое решение, может быть, алима, ученого, может быть, муфтия Дагестана, сразу бывает всеми понято. Но если немного сделать сабур, если немного уточнить, спросить знающих людей, многим все понятно становится. Тот, кто хочет для себя выяснить, сколько бы раз сахабы с искренним иманом в сердце
Сколько бы раз они недопоняли слова посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, если они стремились к истине, они даже на эмоциях будучи, все равно они не спешили, уточняли, и Аллах давал им понимание этого вопроса. Но лицемеры пользовались этими ситуациями. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, совершил Исра валь Ми'радж, вознесение на небеса, когда он разговаривал со Всевышним Аллахом, он пришел и людям, как оно есть, сообщил. Многобожники, мунафики, лицемеры, они что делали? Они пытались эту ситуацию взять для себя и благодаря нее заблуждать людей. И у них получалось. Были сподвижники, которые, будучи сахабами, принимая ислам, воочию видя с пророком, отрекались от ислама. Валлахи, люди от ислама отходили, услышав этот случай, который поведал пророк, саллиллаху алейхи. Если даже при жизни пророка, саллиллаху, были случаи, когда лицемеры по-своему преподносили и избивали людей с ислама, сегодня, что ли, такого не будет происходить? Еще раз хочу подчеркнуть, дорогие братья, какой бы вопрос человек не понял, он имеет право на это сомнение. Потому что все живые люди, любой может в чем-то засомневаться. Но засомневавшись, он не имеет права на своих сомнениях строить убеждение свое. Он не имеет права, засомневавшись в свои сомнения, дальше вселять в сердца других людей. Он обязан эти сомнения развеивать. Как было здесь сказано выше, хоть раз ты пришел, задал вопрос, обсудил, спросил, уточнил для себя, чтобы понять этот вопрос. Если не уточнил, зачем ты дальше распространяешь? Останови этот вопрос на себе, выясни, дойди до истины, и потом истину распространяй дальше. Пусть Всевышний Аллах сохранит нас от этих заблуждений, от лицемеров сегодняшнего дня. И самое главное, пусть Аллах нас не сделает из числа этих лицемеров. Прежде чем дать слово следующему выступающему, хочу подчеркнуть, дорогие братья, здесь вот наши братья раздают небольшие бумажки с ручками. Это и сестрам внизу раздают, и братьям раздают. Каждый брат, каждая сестра могут здесь задать вопрос, написать, и, иншаллах рахман, в течение мероприятия постараемся максимальное количество вопросов ответить. Любые вопросы, вот эти площадки тоже для того, чтобы люди тоже спрашивали. Каждому, может быть, микрофона нету здесь, чтобы выступить своим мнением, поделиться, но оставьте свои координаты, если хотите. Если у вас индивидуальный вопрос, мы с вами после свяжемся и ответим. А более актуальный, чтобы успеть, мы здесь, иншаллах, будем отвечать. Задавайте ваши вопросы. Вот здесь раздают. Мы сейчас, иншаллах, попросим, чтобы они прошлись по рядам и раздали эти бумаги с ручками, чтобы вы могли записать, иншаллах. Один из таких вопросов хотел бы сам ответить, который мне поступил, и от братьев, которые здесь находятся. Я им сказал, что сегодня будет маджлис. Я на маджлисе отвечу, иншаллах. Поступил вопрос касательно роли женщины в распространении ислама, роли женщины в да'вате. Когда сегодня, к сожалению, некоторые дагестанцы, руководствуясь не шариатом, не жизнью посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, а своим где-то отчасти каким-то диким менталитетом, который не позволяет женщине даже рот открыть и выразить свое какое-то мнение. Эти люди, которые шариат не изучили, но по каким-то другим понятиям, своим уличным понятиям или по каким-то другим законам, которые оценку ситуациям хотят давать, вот здесь хотела бы пару слов на эту тему тоже сказать. Это тоже сегодня актуальный вопрос. Когда задаются вопросом, почему женщина может в общественной жизни нашего социума принимать какое-то участие, распространять ислам, где-то выступать, кому-то к чему-то призывать, и говорят, что это не по-мужски, видите ли. Если там твоя супруга или твоя сестра где-то выступает и занимается какой-то общественной деятельностью. Вот то, что это не по-мужски, люди, которые громкие слова говорят, откуда, на чем основывается это мнение? Если на шариате, посмотрите на жизнь пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, посмотрите на жизнь праведных халифов. Когда, начиная с первой жены пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, Хадиджи, радиаллаху анха, которая была на тот момент одним из лучших, успешных бизнесменов и богатейших людей того времени. Как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, познакомился с Хадиджей, как она его узнала?
когда он с ее торговым караваном отправлялся в путь. Почему он не порицал это действие, если это было запрещено? Если она какую-то общественную роль какую-то занималась, в люди выходила и какой-то работой занималась? Почему после того, как она вышла замуж, почему он этот поступок не порицал? Почему он женщинам это не запретил? Если не выходя за рамки шариата, при том, что она не выходила на тот момент за рамки шариата. Она зарабатывала деньги, и посланник Аллаха это не порицал, потому что она в последующем исламу помогала благодаря этим заработанным деньгам. Почему Аиша, радиаллаху анха, жена пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, которая одной из мудростей того, что он поженился на ней в совсем юном возрасте, взял ее в жены, потому что у нее была очень сильная память, он взял ее из-за этой памяти, чтобы она дальше распространяла ислам. Как среди женщин, так и среди мужчин она отвечала на непонятные вопросы, с которыми сахабы, радиаллаху анхум, к ней подходили. Она мужчинам отвечала на вопросы, с которыми они сталкивались, ответ на который они не находили. Сподвижники к ней приходили за ответом. Она входит в тройку сподвижников, которые больше всего хадисов передавали от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Кому передавала хадисы Аиша, радиаллаху анха? Женщинам или мужчинам? Мужчинам передавала, потому что следующие в цепочке передатчиков были именно мужчины. Почему? Она не знала, значит, религию, она не знала места женщины, что ли, в исламе. Когда Умар бин Хаттаб, радиаллаху анху, из-за справедливости женщины, среди всех вокруг, которые находились, именно женщину выбрал, директором рынка назначил на тот момент. Почему? Он не знал, что место женщины дома. Почему он разрешил стать ей директором этого рынка? Почему сподвижницы, радиаллаху анхунна, почему они выходили иногда в газаватах, принимали участие и защищали жизнь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма? Женщина из племени Бану Динар, которая потеряла всех мужчин в Газавате, она находила в Газавате, искала глазами пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. После сражения, когда ей показали посланника Аллаха, она сказала: все остальные, кого бы я не потеряла, это ничто по сравнению с тобой, посланник Аллаха. Нусайба Умму Аммара, это женщина, радиаллаху анха, которая в битве при Ухуд защищала пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и как свирепый зверь набрасывалась на врага. 12 ранений в Газавате она получила. Почему она не знала, что место женщины дома, что ли? Почему женщины выходили на сражения и воевали? Почему имам Шамиль, рахимахуллах, подчеркивает, что 300 жительниц села Ашильта, 300 ашильтинок, которые оказывали большую поддержку войску имама Шамиля, почему он не хвалит? Почему он не говорит, что место женщины дома? Когда сегодня мужчина свою жену, свою мать, свою сестру, свою дочь на улицу выпускает, на работу выпускает, чтобы деньги нужно заработать, видите ли. Когда его жена может в офисах работать, где мужской коллектив тоже находится. Когда наши жены на рынках продают, где мужчины тоже их видят. Почему здесь за мужской человек тему не поднимает? Потому что деньги надо заработать. А когда женщина на пути ислама поднимает важные вопросы, потому что доводит Слово Всевышнего Аллаха до людей, почему здесь люди поднимают вопрос, неужели это по-мужски? Просто потому что с твоими личными амбициями это не соответствует. С твоими личными мыслями невежды, не знающего в религии человека, с твоим навсом за то, что это не совпадает. Поэтому человек поднимает такой вопрос. Но когда женщину чуть ли не в общество мужчин, когда отправляет деньги зарабатывать, там он не поднимает вопрос, по-мужски ли это или не по-мужски. Недавно мы помним события, когда супруга нашего муфтия баллотировалась на пост президента страны. Все же помнят это нашумевший резонансный случай, который мирового масштаба резонанс поднялся. В 2018 году, когда мы были на учебе в арабской стране, арабы нам говорили об этом случае, и арабы восхищались и говорили: то, что арабский мир не смог сделать за столько лет, ваш муфтий со своей супругой сделали, говорит. И что они имели в виду?
Десятки стран, когда услышали эту резонансную новость, десятки стран, мировых стран, на обложках журналов, газет печатали новость о том, что в России, самой большой стране, женщина, мусульманка в хиджабе, грамотная, образованная, у нее 3 высших образования, баллотируется на пост президента самой большой страны. Десятки стран услышали о новом образе мусульманки. Когда до этого мусульманок считали безграмотными, которые русский язык даже не знают. У нас в стране, вот братья рассказывают случай, когда до этого события в больницу супруга, говорит, отправился, супруга покрытая, русская женщина спрашивает, если это ваша жена, уточняет, она русский язык понимает или нет, говорит. Вот такое отношение было к мусульманкам. Вот так думали о мусульманках, как малограмотных, бездарных, ни к чем не способных. Но после этого случая посмотрите, поспрашивайте, вокруг посмотрите, в плане хиджаба, в плане образа мусульманки, не то, что на федеральном, на мировом уровне отношение к мусульманкам изменилось. Когда у нас были случаи в школах, когда учительница решила покрыться, одеть хиджаб, из школы выгоняли, не давали работать. Были такие случаи, и вы прекрасно знаете примеры. Сегодня посмотрите по всей России, в государственных заведениях, учреждениях, женщины-мусульманки в хиджабах работают. Но люди, которые хотят разговаривать, они всегда найдут, о чем говорить. Когда эта женщина совершала этот шаг, как люди говорят, стремясь якобы к власти и так далее, подобную глупость только недалекого ума человек может сказать. Человек, который хочет карьерную лестницу свою строить и к власти стремиться, намного целесообразнее было бы ему начинать там с главы села, района, города, там потом республики. Человек на пост президента России для чего баллотируется? Стремясь за власть, что ли? Как раз таки, чтобы на мировом уровне очистить вот этот образ мусульманки и показать мусульманку как свободную, разрешенную и к образованию, которое есть доступ, грамотного человека, вот так показать образ мусульманки всему миру. И результат мы видим налицо. Арабы восхищались и говорили, для ислама мы не смогли такую пользу сделать, как сделал ваш муфти со своей супругой. Поэтому, дорогие мои братья, любое решение муфтията, любое слово, дело, заключение, что бы ни было, на все есть ответы, дорогие братья. Просто не нужно торопиться, нужно задавать вопрос, нужно спрашивать. На все есть ответы, дорогие братья. И не нужно позволять разным лицемерам, о которых здесь Идрис Хаджи рассказывал, не нужно им позволять из нас делать стадо. На наших эмоциях какие-то вбросы закидывать в общество, и чтобы на эмоциях быстро торопились решение вносить. Нужно остановить этого человека и сказать, подожди, по шариату мы должны уточнить этот вопрос. Когда религия ислам дозволяет женщине даже в халифате должность судьи занимать, по шариату, Кораном и Сунной выносить решение. Здесь поднимают вопрос, можно ли было, нельзя ли было бы. Наш муфти, который с 72 года ильму читает, наверное, меньше тебя разбирается, что по шариату можно, а что нельзя. С 72 года человек, который в ильму находится, религиозные знания приобретает, преподает уже который десяток лет. Человек, альхам, который не умеет читать правильно, хочет учить сегодня алимов, как нужно жить по шариату, по исламу. Поэтому картина повторяется, дорогие братья. Во время пророка, саллиллаху то же самое было происходило. Вот эти вбросы в общество, вот эти закидывающие какие-то хайповые новости, тогда тоже бывали, чтобы враги подхватывали и распространяли это заблуждение. Сегодня тоже это есть. Нам нужно останавливать вот эти вбросы информационные, нам нужно пресекать, если мы что-то не поняли. Это нормально, мы должны подойти к знающим, и как Аллах в Коране говорит, «Фас'алю ахля зикри ин кунтум ла та'ламун». Вы спрашиваете у знающих, если вы сами не знаете. Пусть Всевышний Аллах сохранит нас и сделает нас намного умнее и мудрее, чем о нас думают вот эти мунафики. Следующим я хочу предоставить слово нашему уважаемому брату, ученому, алиму, тоже из нашего малочисленного народа, Мансур Хаваев, председатель Совета имамов Навлакского района. Пожалуйста. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Уважаемые братья, уважаемые сестры,
полностью поддерживаю то, что сказал наш брат Мухаммад, целиком и полностью. И при всем уважении к гостям, которые не являются лакцами, из-за того, что я люблю свой родной язык, люблю свою нацию, я бы хотел бы выступить на родном языке. Надеюсь, вы не осудите меня, иншаллах. Мы все сегодня лакцы. Аллаху Акбар. Альхамдулиллах, что среди нас есть братья, которые умеют поддерживать и понимают. Сегодня хакнуса тух вазалул хизбам укса атибури дават райту. Сенчирча хакн уругле жучава шикку чаруса эцрецне хурашинал мақ сачу архал жула миллетрово зунтаво шилубику зунтаво бику دعوات الله بيكسج عروس أسروا بري فإنه شهيد شكو بقصة بري شهيد الخصة الحمد لله جنال شهيد شاو جيجولا أسروا جا يلا زحمة مر جمال جولا دين إسلام ملة رو دچين دوان مزيترو بقصة جمال إمام تال بقصة جمال كي يشما دور كوچو يا عالم چو مقرأ خورشينه شانشينه دور كوسا جنال لغما دقار كوسا جاهلسا السروال تجون كونو زونتاون لوغونو قورك انتول دقاسا اتابلين لوشال خليشو دقادونا فيرغان تيرتاون بارت بيسورتاون كوچ كونو جي دين اسلام دا چيندان شورول حركت كوبونو بان شيمور كوبونو حقينو سقيني جمع عليبوري هرتا شرقاو ميزيترو كوبوري الحمد لله هرتا شرقاو امام تال كوبوري عالم تلقو برجولا الحمد لله أما جنة لغمة سا السروال علم دقصة جيبوري چنسا ليوشنو جيبوري ليوشنو جي تخوم ما تيبا بحساكم ما سمكون سا إشبوري جمع كلنو بكان شورول جوا حقينو چند چين أركين سارو جوا حقينو جنة بوتونو بچين أركين سارو سچو أرحال جولا عالم توراشال سنچيرچا چاومينال مكونسا فكريبوري جو ديدي خدواردوخا تي إمامنا العالم چونال دوا چموداو أما جولا تاريخ روم برگيخت أسروال جولا إدوس عليه الصلاة والسلام غا تسكسا زحمتنو غا ظلمو بولي ظالم شو دولي غا تسلا قطروت أكنونو غانا الأصحاب تورين ظلمو بولي سجمال غا زحمت شو لرغونو مدينة ليوسا أنصار تورال جي قامول بويختو جي قامول بونو راحت بكيختو جنال إدوسيخ عليه الصلاة والسلام تينا راحت بكوناچا إنوا بوا دعوات قاو كساري إنوا بوا نعسيحات إيسان تال دين إسلام رام بوتا قاو كساري جيغو إدوسيش عليه الصلاة والسلام إدوسي المق حديث رايا قرآن نلويا لوسوسا مق بچيمونو خيچ نبي كساري منيل أمروغو بري قرآن نلوغو الله سبحانه وتعالى تيوري سورة الآل عمران ترشلي مقول شمر آيات رو وان المعنى خنيدر السروال الله سبحانه وتعالى تيوري زدوار زل داني وقرقري زدوار زل داني وقرقري دوار تيور الله سبحانه وتعالى عوتتس قينمونين عوتتس ومنفات ممونين بيور بلا لسا يلو بلا لسا منفات بمور عمونيتو بعشم بلا لسا زوزول وداني قرقري دوارة الله سبحانه وتعالى جاء عالم تورم بهنوتي أقاري الله سبحانه وتعالى جاء أوري جواكم مسا دقاركوسا عرمسا إنسان تورخ عالم توري تلو سنو جنال أوكوسا مق قرآن حديث رمبونو جيب إنسان تورو جاء عمونية بعشم بونو قيمونين تيلا بطان بلالي تيور مي بلان شروع زول وداني قرقري دوارة تيور الله سبحانه وتعالى يالا مونيو الله تيوري ميري درجاتين بيومي تيوري مكونسا إنسان تال قونيسا درجاتين بيوسا إنسان تال تيور الله سبحانه وتعالى جولا مكونسا وتيبوري نتيسا كتسوي عالم تورال دولان أركين سار تيسا كماسا مكونسا بكريبور عالم تورال قين قناسا داو دوغودونو دوليغو بور حقينو تي وچينو بولدوزر دو كما خلو زون توردو بوسا
والتردوسا مكونسا وسيكون га خولوردبون بچيمون خيچني بوسار علم تال جوا خيرو اركين سري بچين га خولو راحت بله İnsan turak busle din İslam'ra jummallahu khumur gennem bayan bulan erken sari sence haqqını imam harsa qatlan uqan khane aqari ga ganal gujbiyal khane baqari tinannas uqkan ajwa erken sari haqqını harsa bahu bizulya julacha khuchur çek qabesa ganacham bu khunu din İslam'ra bu sunu çekliye bu sunu farzira bu sunu ga la qalaslan kehto imam nacham logun alim chunacham logun ganashar arahan erken sari جلوا جماعت رو بوری هن دخلی بوری مو کتسوی ویمی حرام سزات رو دخلی دلی بوری ایسان تال جوا ارکین سه حرکت بند گنویا ماقومی بوان شورال ابن كثير تیوری هرس امت رو هرس اهالینا و تیساری هرس اهالینا هرس insan turo bikan erkesler çara bakamı konsa insan tal bikan erkesler diyor alim tural Kur'an hadis ro bumur lawsunu insan turo bachim bullalisa insan tal çara bakka bikan erkesler diyor mukumma İmam Muslim sala İdos aleyhissalatu vesselam hadis busleyor İdos sallallahu aleyhi ve sellem diyor vaniu ve hadis ro zun kakkar çetiyor insan ukissa dulley خير بقصة أكيسة ذاتي أكيسة ذات دولي وخورشة زوجاتي يوري كنينو أتنارا زوجها كنينو أتنان قناة أقخورشة يوري زوجها مقوينو أشارة يوري مقوينو أتنان قناة أقخورشة زودك نيو غنيو رازي مشارة يوري غا أكيسة عملانو غا أكيسة طولانو غنيو رازي مشارة يوري إلو صلى الله عليه وسلم مو ونيو بوج ليبور جمع جوات سيناو جوات أمة تقوم بنمقخ جوات سينا جوات سينا يلوسري دعوات دچين دولان جلا إمام تورشال عالم تورشال مكوما إمام القرطبي مكونة يوري إنسان تال قينمونين كونكو بولان عمينية بايشون بولان تيوري مو فريزة سر مو يلوسر تيور هرس إنسان ناي غا يلوسر تيوري غا بوچلي بخورچا غا چلي بخورچا تيور غا إنسان غا قامل بنني وشو غنا غا قامل بنني وشو چلي بخورچا غا يلوسر تيور هرس إنسان نا يلوسر تيوري غا تك دوركوچونا علم چونا uçin erken savati baqasar غا هرس نا يلوسر تيوري غنا بوچلي بخورچا غنا غا قامل بنني وشو غا ظلموليتو خاصل ان خانا نه وشو كون چلي بخورچا غنا يلوسر تيوري غنا غازات مدار uçin غا اكسر uçin منيتو جوغو اركنسر حقنو تسچون كونو مو داودولان ان شاء الله مكوما وا حقنو جلو ملترو جل لغما دنيا لي خناقي سزاترو مو جوا حقنو زهايون جوا خرنو منوتي جمما چليبور جل دانيو تسكسا دشمنتال زيبو سريو سكونسا داودولي بسريو جلوا كونو بكان داغوستانال جلوا ملترال جلا تاريخ روم برگيختو كي ازليك اتورشا شينال تاريخ دوري جلا ملترال كي ازليك اتورشا شينال تاريخ دوري منوغو ازلي مقتورشا شيندور داغوستانن دين دوركونو ازلي مقتورشا شيناوتو ازليك اتورشا شين بك هيچ نيبيوكومو جلا ملت ميغو نيبيوكساري تسلب دينغو قامولدونو غا دينالو قيمورغو منفاتمورغو لوسونو غا بچيمونو نيبيوك نوتيري غا عالم توراشال ارحال عرمسه انسان تالغو سچو ارحال نيبيوك نوتيري جمما كونو بيكان جولا ملترال مانغول خيرخسچمال مانغول بيرحساري تاميرلان ارحساري نادر شاخ ارحساري Paçah Rusatnar paçah nalati xeyr xusacımal gennaşal talesacımal gebir husari was hevet hükümetral zulmu bir husar jula milletral Sibir dubunno beribat bunno hicrar dubunno çarusa zahmet şurtu karksari jula milletran amma jula millet taku qağo husari jula millet ula geysabi uksari jula millet ro qin aduruksa khalisa jumma kulnu bikan şurul jua Surxay Xannul, Xan Murtuza Alil, Seyfullah Qadinal, Şeyh Cemalettinul ve Mukunsa jula Khalilsa Tsadurksa Arantunnal Virtaural Nasullu Arsurru Jua Jua Jumma Kulli Jula Millatrav Jula Partu Patimatissa Subiuk Shivu Ga Nadir Şahnaşal Tsuksa Khalilnu Talebiyuksari Aranturashal Saçu Arhal
موجو جل سروارن سرنس درسوري جوا أركنس جلوا نسلو تربية بوان أرنتال كوما تربية بان أركنس جلوا جه خليل سبتخلص أردو جنخ بوسونو كوما جلوا دشو تربية بان أركنس جا بارتو باتما كوما دين إسلام رال خلي روح جانغو دلون أركنشو بوسونو منيتو جوا حقينو السروال سكسا زحمت نگو جمع چند و چینچونی جوا حقینو دنیا لخون باهنو بخورچا جلا او کمرخا دنیا گو آخرت گو برابر نو تچو دچین ارکین ساری جمع جلو نصر و تربیه بان ارکین ساری دین اسلام رو جلو ارچو مدرسه تاون هم بان ارکین ساری گه دکین شورو گه دوکون مقاخ عدل و دیوانگو گه عقل و قلشیگو کامل خون نساری گنال وانا حقینو سقینی خالبارا соцсетир даун бургулеса чумал жула жахил турат шишлеса комментариердо просто вадак дике пекошаре ге бусурмам могу бурьё ге аллах нету ниха буслевогу бурьё тиса мукунса пикрибике бакром бухлей гагу циванни жуа хорошо заевшудуле бунунте бачера усурал сачун хонно иншаллах жушо бан шемур банну жула миллатго жула динго цулагандан шурул бачин шурул ванин буну أسيب سنشيورا إدوسل عليه الصلاة والسلام حديث روبري وكنو بصاري وكمر كيوا ماخ مزريغو كوكلوسا تنسيرتيغو كوسا وهرتا كل شردن رحمة إميرال زنانغو خيرسا كيوا ماخ بصاري تيوري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم من ويك كيوا ماخ وسيان بسلي سريك وليو Pulansa meclise ukun şeyhuksa kanavu sa ademinal imamnal alimnal bu sumburi ve hadith ve bu sumburi vanilgu ma'na khaneduri martsart yuri her sa diyal daqqashuri to Allah subhanahu wa ta'ala her sart yuri martsart yuri Allah ve şükr ve sanat vinnit yuri Allah'ın ve vamunivut yuri هر صديال دقة شوري الله سبحانه وتعالى مرت سرت يوري قن شورو زل الله سبحانه وتعالى هر صديال دقة شوري مرت سرت يوري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وازاد بيختو غا إنسانال هر صخنا أقصى إنسانال وشيء سبيكم مري غازات دكني حديث دكني ليوچونو غنال هر صخنا أقصى إنسانال وكونس حديث باونيتون فنيو من بات بصاري وأوشيارا شو ماتشاقنا چانلا گيختو غنيه بوسلي شو خنا اقرو انسان غنيه بوسلي غا قشوي خون شنين اهنو سكارت روز استجمال غنال مزبيتر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تي غا مقتي لوغون روا دنيا ليتو منيتو نا وچنچي ستيرا حقينو جوغو زايو شو خرشو قدنو جوا لقوشنو جمع چاندو چنچوني امامنا عالمنا بوسزات ve minnahku busley mukum bachircha inşallah julwa darajagu julwa qimatku heskun nisari julwa jahil turaw nizamgu martkun nisari geygu duhinnere terbiye kun nisari inşallah Allah'na jukunna tawfiq dulunna elhamdülillahi rabbil alamin maşallah واجولا أصل منصور الجوقين أهمسا هزبني وسؤال واجولا دعوات رجولا شرقا وجولا لكرا الملة دعنيو قينو أهمسا مسألة بروا جون جمع بوچين عركيني جوا چكرو بولي مزيت رموزاني علمو كالي بلكي قرآن بوكين قلنو جون قلنا بيكان عركين سر جو دوستر خناسة أتويتستونس جوا ماتشا منن ويننغو بوچين بان عركيني الله نالخيج الله نالخيج جو مي مكون قابيوتونو سيبا قامل دونو دين سابلودا دولي الله نالخيج جواب دولون عركينو بيكانيسر جولا أسروال سروال سراقارت دادي توتي تشينوبا نان جون عركيني مو دعوات بان چراباقا الله نال تخيني سر village arosa xalq bussa çumal tennal din islam qamul qadulle sabludat qadulle çekru qabulle ilmu qakkale mi mukunsa işre bussa çumal inava tsidulle usse inava çekru gubulle ina tsidulle usse tennan kumagwan shirul muhaqqire abizatla tsukhini sar ijun arkinu bur tsanawa fikribon tsi jawab dullun nisar juwa Allahnal. Понятно же было, Абдулла Хаджи? Все же плакаться сегодня, все должны понимать.
Что хотелось бы сказать касательно вот этого медресе. Вот на русском языке тоже скажу, это я специально, чтобы не думали, что мы лакский язык не знаем, это чуть-чуть вставочка была лакская тоже. Вот недавно мы беседу проводили с учителями в Лакском районе, в Газикумовской школе, и очень хорошая, теплая беседа у нас получилась. И там тоже я делился вот лично тем, что мне дало это медресе. Когда сегодня люди спрашивают, вот часто бывает у нас в народе ждут вот этот вопрос, да, если за медресе вопрос поднимется, тут же спросить, а что дальше, что после медресе? После медресе вот вся жизнь как раз таки весь баракат вот после медресе. Вот на своем примере, если сказать, я могу поделиться, чтобы то, что я сам для себя не желаю, другим я не должен желать. То, через что я сам не прошел, другим рассказывать, что так бывает, тоже невозможно. То, что я сам увидел, Аллах, что мне сам открыл, я могу поделиться. Когда люди считают, вот предыдущий вопрос, то, что мы поднимали про образование и так далее. Когда люди считают, что в медресе учится человек, и сегодня такой навязанный обществу стереотип, что кем он завтра станет, да, вот закончив это медресе. Во-первых, мы должны знать, до профессии еще кем он станет. Вопрос надо задать, станет ли он хорошим человеком вообще, какой бы профессией он ни обладал. В первую очередь о его человечности, о его нравственных качествах мы должны думать. Хоть он пастухом будет, хоть он будет мультимиллиардером, в первую очередь, чтобы он человеком хороший был. За это мы должны переживать. И в медресе, отдавая своего ребенка, мы увеличиваем шанс того, что он станет хорошим человеком. Если даже идеальным человеком не станет он, мы не пророки. По крайней мере, из-за медресе он чем было хуже не станет. Он станет намного, иншаллах, лучше. Связав свою жизнь с религиозными знаниями, имам Шафии, рахимахуллах, говорит, «Ман арада дунья фа алейхи бил илм». Кто хочет дунья, маишат, деньги, богатство заработать, ему ильму надо читать, говорит. «Ваман арада ал-ахира фа алейхи бил илм». А тот, кто хочет потусторонний мир, довольство Аллаха, вознаграждение, рай, ему тоже надо ильму читать, говорит. «Ваман арада дунья валь ахира фа алейхи бил илм». Кто и то, и другое хочет, ему тоже ильму надо читать, говорит имам Шафии, рахимахуллах. Всем надо ильму читать. Али Асхаб, радиаллаху анху, говорит, ильму лучше, чем имущество, чем мал, чем богатство. Потому что когда говорит, ильму тебя охраняет. А богатство ты должен охранять, говорит, чтобы его не украли. Ильму, говорит, когда, говорит, другим даешь, делишься, больше становится. Богатство, когда раздаешь, меньше становится, говорит. Вот такая-то вещь ильму. Касательно образования, я когда учился на экономическом факультете аграрного университета, я думал, оставлю мне зачем это светское, я уже для себя решил в медресе поступить, с религией как-то связать. Мне медресе сказала, чтобы я светские знания не оставлял. Благодаря медресе я закончил, светские знания тоже получил. Сегодня 3 высших образования имея, благодаря медресе я получил эти 3 высших образования. Именно за то, что в медресе учился, я получил это сегодня, альхамдулилля. Учась сегодня в одном из престижных вузов нашей страны, в Ранхиксе, это Московская академия. Туда тоже я поступил за то, что в медресе учился. Медресе меня туда устроило, можно сказать. Бесплатно, там, где сегодня 400 тысяч рублей, если не ошибаюсь, год обучения стоит, благодаря медресе бесплатно я там учусь. Это медресе дает сегодня, альхамдулилля. Если человек считает, что там малограмотный, необразованный бывает, наоборот, больше, чем в других местах медресе это дает, альхамдулилля. Кто учится в медресе, они знают, они с этим столкнулись. Касательно развития человека, его мышления, его понимания тоже в наше время, без медресе человека от вот этого заблуждения сохранить родителям тяжело. Родителям, которые сами религию не изучали, дети, которые не изучали, без этого ильму, без этих знаний религии, кто вас и ваших детей спасет от этого заблуждения, скажите. Только ильму, только знание. Если не ваши, то другого знающего человека. Но в любом случае, кто-то из знающих должен вас от этого заблуждения спасти. Сам себя человек без ильму не сможет спасти. В плане спорта тоже.
Посмотрите, сколько спортсменов, чемпионов мира становятся за то, что в медресе учатся, и в медресе тоже на спорт большой акцент за то, что делают. Это тоже мы видим. Любую вещь возьмите. В плане семьи, в 19 лет я создал семью, я поженился, у меня взрослые дети в школу ходят сейчас. Я шукру делаю, благодаря медресе у меня это понимание появилось. Раньше, чем все остальные свои сверстники, я поженился тоже. Этот баракат тоже благодаря только медресе. Когда в далекой от ислама семье я сам жил, я не с детства такой глубоко соблюдая или изучая, у меня не была такой семья. Но, алхамдулилля, сегодня я шукру делал Аллаху. Благодаря этому медресе все вот эти проблемы Аллах у меня убрал и мне дал семью тоже с пониманием религии, знанием этой религии. Когда Аллах Всевышний желает блага, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, в хадисе говорит: «Ман юридиллаху бихи хайран юфакиху фи дин». Когда Аллах особо ценный подарок хочет дать своему рабу, он ему дает понимание этой религии. Ни у кого, когда не было в семье понимания, через это медресе Аллах всей семье дал это понимание. Альхамдулилля. Покажите мутаалима, который в медресе учился, и который с голоду сегодня ходит, умирает или попрощанчит. Покажите. Все Аллах дает. Аллах в Коране говорит: «Мин хайθу ла яхтасиб». Человек, который ради Аллаха изучает Аллах, откуда он сам не ожидает, ему домой отправить это имущество. Просто проверить мы можем. Это же не чьи-то человека слова, это же Аллаха слова. Отдавать нужно своих детей, чтобы... Вот мы недавно спрашивали, у нас в Дагестанском исламском университете список мы делали, 21 лакиц учится. Но я не знаю, радоваться этому или не совсем. Алхамдулилля, раньше столько тоже не бывало. Но 21 человек, с другой стороны, это что? Это даже одна группа не собирается. С лакских всех 3 районов 21 студент. По сравнению с тем, что было, там лет 10 назад, может быть, радоваться надо. Но по сравнению с тем, что мы в себя бьем в грудь и говорим: мы там первый ислам приняли, у нас были шейхи, алимы, Джамалдин Казикумовский, Сайфуллах Ади Башларов и другие, которые книги писали. Али Аль-Кабир, рахимахуллах, который у нас в Казикумухе похоронен. Недавно Амджад Рашид приезжал с Иордании, ученый алим, доктор исламских наук. Он говорит: у вас здесь такой алим похоронен, я на его книгу, говорит, комментарии пишу. Вот такие у нас алимы были. Он говорит, он здесь похоронен, он просто радости предела не было, что в этом селе я нахожусь. Говорит, я даже не думал, что я сюда попаду. Я, говорит, пишу труды по его работе, на его шархе, говорит, на его работу комментарии пишу, говорит он. Что мы зацепили, за что мы переживаем? Мы хотим, чтобы наши дети стали хорошими стоматологами, экономистами, программистами, IT-технологии. Это все хорошо. Дай Аллах, чтобы стали, дай Аллах, чтобы миллионы тоже зарабатывали. И правильно их тоже расходовали. Но о знаниях почему мы не думаем, дорогие братья? Давайте себе сделаем намерение. Здесь буклеты тоже раздаются, здесь об этом тоже скажет наш имам. Давайте сделаем намерение, вот на следующий год отдавайте сыновей, дочерей, племянников, племянниц. Сделайте этот да'ват, о котором говорил наш брат Мансур. Надо сделать этот да'ват. Аллах в Коране говорит: «Инна Аллаха ла югайру ма би каумин хатта югайру ма би анфусихим». Аллах не меняет положение людей, пока люди себя не поменяют. Просто сидеть дуа делать и говорить: «О Аллах, поменяй». Аллах тебе говорит: «Я тебе не поменяю». Не поменяю ваше состояние, пока вы себя не поменяете. Пока у вас в сердцах ильму, знания, религия выше всех остальных ваших дел не будет, не поменяется ваше положение Всевышнего Аллаха. Давайте сделаем себе намерение. Здесь многие люди уже заняты, уже семейные, там свои проблемы. В свое время, может быть, у кого-то не было такой возможности. Своих детей хотя бы давайте отдадим. И они ничуть беднее других не будут. Они будут, и сколько нужно, ризк Аллах тоже даст. Самый баракатный ризк у них тоже будет. Сколько бы ни зарабатывали, все проблемы Аллах будет решать. Если Аллах сегодня 8 миллиардов человек, рыбы, птицы, всех живых, муравьев, все возьмите в дуньяле живое, Аллах не забывает кормить. Твоего сына, что ли, забудет накормить Всевышний Аллах? Убить сегодня маньяков, всяких проходимцев, врагов Аллаха, лицемеров, всех Аллах кормит. Человека, который религию Аллаха изучать пошел, его, что ли, Аллах забудет накормить?
Недавно, как имама выступление было, как Махдяджи Абидов говорил, сегодня посмотрите все больницы от того, что люди с голоду умирают, что ли. Больницы за то, что слишком много кушаем, и у нас разные болезни появляются. Кто сегодня с голоду умирает? Чтобы мы переживали, что мои дети в медресе, которые учатся, завтра за их кусок хлеба, чтобы мы переживали. Каждому Аллах написал. Но твоему сыну или твоей дочери, который на пути Аллаха религию изучает, Аллах самое баракатное имущество даст, которое на все будет хватать. Понимание даст, благодаря вот одному дню его пребывания в медресе весь твой тухум будет баракат получать. Просто поверить в это надо, дорогие братья. Пусть Аллах нам поможет в этом, иншаллах. Здесь вопросы тоже отправили. Пока мы сейчас их разберем, иншаллах. Абдулла Хаджи, среди нас присутствует наш уважаемый брат, председатель совета имамов города Махачкала, который имеет большой опыт в разных районах, в разных городах. Он работал не один день. Мы с ним вместе в разных и структурах, и в отделе просвещения, и в имамстве, и в городе Дербент, и в других местах очень много работали. Сегодня он к нам пришел поддержать, он тоже наполовину лакица, с Ларатинского района. Он пришел к нам сегодня поддержать наше мероприятие. Очень обрадовался, когда услышал, что у нас такое мероприятие состоится, иншаллах. И сейчас я хочу ему предоставить слово Абдулла Хаджи Ахалова, пожалуйста. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах, амма ба'д. Уважаемые имамы, братья, сестры, дорогой джамаат Лакского района, народа, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Пусть Всевышний Аллах примет сегодняшний маджлис. Пусть Всевышний Аллах смоет грехи всех тех людей, которых с нами нет. Пусть Аллах убережет нас от всякого зла. Да сделает из богобоязненных людей нас всех. Лакский народ, он особый народ. Как имам Аш-Шафи'и, рахимахуллах, сказал, кто изучает историю, у того ум увеличивается, и он сохраняется от ошибок. Вот кто реально историю знает, кто историю изучил, он поймет, настолько лакский народ является баракатным и серьезным народом, лакский джамаат. Не буду в историю заходить, вы просто для себя изучайте, чтобы вы понимали, чтобы мы понимали тоже, и я себе говорю, на самом деле, какая роль играла лакский народ, лакские люди, какой статус они занимали и какие статусные были люди и так далее, чтобы быть информированным. Сегодня хочу коротко выступить на такую очень интересную тему, как правильно для себя выбирать друга. У каждого у нас есть друг, у сестер бывают подруги, сестры ради Аллаха, братство у нас мы заключаем ради Аллаха. Но как выбирать для себя правильно друга? Очень интересная тема. Очень интересный вопрос, и в религии это упоминается, в книгах об этом пишется. Есть 5 условий, которые должны быть в человеке, с которым мы хотим дружить. Коротко я перечислю 5 условий. Первое условие, прежде чем выбирать для себя друга, посмотри, чтобы он был разумным, акилем, умным человеком. Не дружи, говорит, с глупым человеком, потому что дружба с глупым человеком хуже, говорит, чем дружба с умным врагом. То есть дружить с умным врагом лучше, чем дружить с глупым человеком. А второе условие, которое должно быть в друге,
это чтобы он был благонравным человеком. Не дружи с тем, у кого плохой нрав. И как установить плохой или хороший нрав у человека, пишется, прежде чем дружить, ты проверь его нравы во время его гнева. Если во время гнева человек может контролировать свой нафс, себя, свое тело, с таким человеком можно говорить дружить, значит он благонравный человек. Третье условие, чтобы он был хорошим человеком, чтобы не совершал постоянно какие-то грехи, не постоянствовал постоянно, чтобы не находился в греховном состоянии. Тот человек, который постоянно совершает грехи, он не боится Всевышнего Аллаха. А если ты подружишь с таким человеком, если ты его посчитаешь себе другом, то знай, будь уверен, что от его зла и от его вреда ты не будешь сохранен. Тот, который не боится Всевышнего Аллаха, не останавливает его наказание, судный день, не пугает допрос судного дня и совершает большие грехи, в любое удобное время, удобный момент он может тебе вредить. Его ничто не остановит, чтобы он вредил тебе. И поэтому говорит, не дружи с таким человеком, который постоянно совершает грехи. Четвертое условие, чтобы тот человек, с которым мы дружим, не был целиком сердцем и телом, который делает мирское, дуньял. Одно дело, если человек, делая дуньяла, зарабатывая, в сердце оставляет место для поклонения. Тут речь идет о том человеке, который и с сердцем, телом делает дуньял, в сердце нет места для поклонения. С таким человеком тоже нельзя дружить. Пишется в книгах. Дружба с такими людьми – это яд, который ты убьешь в себя. Этот яд тебя, говорит, убьет. Пятое, последнее условие, прежде чем выбирать друга, в друге, которые должны быть, пятое – это чтобы тот человек, с которым ты дружишь, был не обманывающим, чтобы он всегда говорил правду. Лжецом дружить, говорит, нельзя, потому что этот лжец, обманщик, также в любое время, в любой момент, он говорит, может тебя оставить. Он может уйти, он может обмануть, и обманным путем он может на полдороги тебя оставить. Вот такие рекомендации нам дают в книгах, чтобы мы тщательно выбирали для себя друга. Допустим, нашли мы такого друга. Эти качества тоже в друге нашли. Заключили мы дружбу и братство. Назвали его другом. Вот с этого момента, как ты его назвал другом, посчитал братом, мы должны помнить, что Всевышний Аллах на нас возглавляет обязанность, ответственность перед этим человеком. Если мы вот такие же обязанности, как у мужа перед женой, как у детей перед родителями, как перед соседями, вот такие же обязанности, если мы не будем соблюдать по отношению к своему другу, мы попадаем под ответственность. И за это у нас Всевышний Аллах спросит. Если спросить, какие ответственности у друга перед другом, у брата перед братом, если сказать, перечисли их, не все же могут их перечислять. Даже задумываются, у друзей перед друг другом разве бывают обязанности? Да, бывают. Поэтому нам нельзя спешить считать человека другом или же назвать его другом. Слово «друг» и слово «брат» – это огромное слово. Это слово, у которого есть
огромный смысл и который занимает большое место в религии возле Всевышнего Аллаха. Приведу один пример и на этом завершу. Имам Газали, рахимахуллах, приводит, какая была дружба и братство у сподвижников. Сподвижники, когда они теряли своего друга, их дружба смертью друга не заканчивалась, она не завершалась. Как это, к сожалению, у нас завершается. У нас даже не бывает необходимости, чтобы человек умер, даже до смерти не доходит, какие-то трудности появляются у нашего друга, и наша дружба все, пух и прах, заканчивается. Братство, которое такая крепкая была вчера, сегодня, когда у нас какие-то проблемы появляются, это братство, дружба не остается она. Сподвижники после смерти друга каждый день, имам Газали упоминает, рахимахуллах, посещали дом друга, семью друга и спрашивали, узнавали, интересовались, есть ли у них дома хлеб или же соль. Настолько проявляли заботу и беспокойство, что семьи друзей после их смерти получали больше, чем от отца, от мужа, от его друзей. Пропитание больше они получали. Такие ни'маты получали, которые от мужа, от отца они не видели. Вот такая забота, переживание была у сподвижников к семьям своего друга после его смерти. Вот как мы должны, дорогие братья, уважаемые сестры, дружить и строить дружеские отношения, братство между нами. Пусть Всевышний Аллах укрепит дружба наша, братство. Пусть Всевышний Аллах нас сделает из числа тех, кто на самом деле искренне дружит, кто на самом деле выполняет свои обязанности и функции относительно своего друга. И сегодняшним таким маленьким уроком, задачей пусть будет для нас всех изучать, какие обязанности у друга перед другом. Это такой домашний урок, на который нам стоит обратить внимание. У каждого из нас по-любому они есть друзья. Изучайте, какие обязанности у друга перед другом. Они есть, очень даже красиво написано. Пусть Всевышний Аллах поможет. Имам Аль-Газали, рахимахуллах, сказал, дружба, которая состоится ради Всевышнего Аллаха, ничто ее не разрушит. А дружба ради мирского, по малейшему поводу она портится. Давайте будем дружить ради Аллаха, будем любить друг друга тоже ради Всевышнего Аллаха. Баракаллах. А что касается Майранова Мухаммада, хаджи слова, то, что я наполовину лакец, у одного народа есть такое, у них, когда спрашивают, откуда, он говорит, я еще не женат. Это он имел в виду. Был в одном мероприятии, сейчас это мероприятие идет, я был приглашен на это мероприятие, и зная, что здесь этот лакского народа мероприятие проходит, туда попросил помощников, чтобы они поехали, сам приехал, это проявляя как бы уважение, любви, посчитая себя тоже выходцем, частичкой, да, из этого баракатного народа. Поэтому рад я здесь принять участие. Баракаллах Мухаммаду Хаджи за приглашение, за то, что посчитали нужным позвать. На самом деле, очень с огромным удовольствием сюда ехал и стою тоже с огромным удовольствием, выступал тоже с огромным удовольствием. Баракаллах, пусть Всевышний Аллах нами всеми будет доволен. Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Здесь задают вопрос, и, по-моему, кто-то из имамов это задал вопрос. Здесь говорят, скажите о важности помогать имаму своей местности в распространении религии Аллаха. Человек, коротко если сказать, вот что бы ты делал, будь во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как бы ты его поддерживал?
вот так же сегодня поддерживай своего имама. Больше, чем это, что можно сказать? Если ты сегодня помогаешь своему имаму, помогай настолько, насколько ты помогал бы при жизни пророка. Почему? Потому что имам кто сегодня? Хоть имам не пророк, он же стоит на месте пророка. Пророк покинул этот мир, оставил после себя сахабов. Сахабы кто были для табиинов? Имамами. Табиины для последующих табиинов кем были? Имамами. И по цепочке сегодня имам выполняет работу пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Ту его профессию он продолжатель. Помогая ему, ты помогаешь пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Вот и все. Если это понимание есть у человека, значит помощь тоже будет. А если человек помогает и считает, что он там какую-то услугу выполнил имаму или что-то еще, то это, конечно, неправильно. Тогда получается, жил бы ты во время пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, ты тоже так же с одолжением ему что-то делал бы, получается. Человек для себя делает. Есть люди, которые могут на рубль помогать кому-либо там или еще чему-то, и потом на 1000 рублей спасибо хотят свой адрес. Из таких людей нам не нужно быть. Нам нужно максимально помогать и еще благодарить имама за то, что он тебя сделал этой причиной. Потому что вот построил человек мечеть, он кому помог? Он только себе помог. Он что, имаму помог, что ли? Он джамаату помог, что ли? Это медвежья услуга, этот человек из-за неправильного намерения он может всего лишиться. Он должен понимать, есть люди, которые реально сегодня искренне бывают благодарны и говорят огромное спасибо за то, что мне помогли быть причиной чему-то хорошему. Вот человек должен стараться, конечно, вот так помогать. Здесь спрашивают, раньше в мечетях руки пожимали после намаза, сейчас не пожимают. Говорят, что это бид'a. Бид'a, нововведение, бывает двух видов. Дозволенное и недозволенное. Из хороших бид'a, которые есть также рукопожатие, если даже во время пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, после каждого намаза не пожимали друг другу руки, мы должны знать, вообще сунна является приветствование, салям. Если ты людей не видел до намаза, после намаза их приветствовать, это является сунной, это никакой не бид'a и не новшество. А говорить, пусть Аллах Всевышний примет твой намаз, даже если ты его приветствовал до намаза, в этом ничего запрещенного нету, и ученые относят это к дозволенному новшеству. А в каждой мечети, вот как имам сказал, лучше так и делать. Если имам говорит, сейчас, в данный момент, лучше так не делать, значит, надо слушаться имама. Значит, у него есть причина, так сказать, тоже. Если человек хочет рекомендовать, попросить, напомнить, или такую мысль предложить имаму, это похвально. Но вопреки имаму что-то свое делать, это не приветствуется. Иногда бывают даже желательные вещи, имам говорит, это сегодня нужно оставить, и нам нужно последовать за имамом. Потому что это желательная вещь, а следовать за имамом это обязательно. Как объяснить ребенку, маленькому ребенку 4-6 лет, качество Всевышнего Аллаха? Он, говорит, в любом случае представляет, где и говорит, что Аллах находится на небе. Надо сказать, что Аллах намного выше, чем находиться в своем творении. Небо или везде, даже если говорить, везде это пространство. Везде это тоже пространственное ограничение. Пространство само, оно это ограниченное понятие, это не бесконечность. Аллах сотворил это пространство, когда-то пространства не было. И сотворил пространство, сам в это пространство войти, это недостойно величия Аллаха. Надо ребенку объяснить, вот весь этот дуньял, все, что мы видим и не видим, эти солнечные системы, эти галактики, небеса, все, что бы не было, Аллах выше, чем это. Самое большое творение Аллаха это арш. Если весь этот дуньял, все эти миры и галактики, если сравнить, вот есть первое по величине творения Аллаха это арш. Второе по величине творения Аллаха это курси. Так вот, с курсием, если сравнить с вторым по величине творением Аллаха, если сравнить все эти галактики, то это подобно капле в океане будет. Капля это все эти галактики, а океан это курси. Вот настолько курс больше. Представляете, сколько миллиард раз больше, чем эти все, весь этот дуньял. Это второе по величине. А если арш сравнить с курсием, то курси будет капля, а арш будет как океан. Вот какой большой арш.
Так вот, этот большой арш тоже творение Аллаха, который Аллах может за мгновение либо уничтожить, либо может еще такой же за мгновение сотворить, если пожелает. Аллах всемогущий. И надо ребенку просто донести эти знания. И надо сказать, если ты даже не понимаешь, как это нормально. Как это наш разум тоже не полностью может это все понять. Надо просто сказать, Аллах выше, чем все это. Аллах намного совершеннее, Аллах, Его величие абсолютно, оно не ограничено. А быть на небе, скажи, даже птицы на небо могут летать. Это не какой-то уровень большой, чтобы Аллаха на небе представлять. Это просто, когда разные мультики смотрят, они и там видят каких-то великанов, у них сразу ассоциация с этим будет. Аллах, наверное, такой, потому что великан же тоже сильный, и Аллах тоже сильный, как бы. И они начинают сопоставлять. Надо сказать, Аллах, чем все это намного сильнее. У каждого великана даже сила будет ограничена. Аллах выше, чем это, мы его даже представить не можем. Объяснять, во-первых, надо самому изучить сифаты Всевышнего Аллаха. И затем ребенку на его доступном языке объяснять, что вот эту информацию дать. Не пытаться дать ему понимание. Понимания у нас даже нету. Как понять, что Аллах существует без места и пространства? У кого есть понимание этого? Полное понимание, то все равно у взрослого даже нету. У ребенка тем более оно не будет. Надо дать ему информацию, чтобы он правильно был информирован. Со временем он придет к тому, что до конца познать Аллаха невозможно. Даже пророк Мухаммад ﷺ не познал Аллаха до конца, какой Аллах есть. Здесь спрашивают, можно ли мусульманке вести социальные сети и показывать свое лицо. Недавно наткнулся на страницу женщины, которая, видно, она даже ничего из религии не знает. Она просто она думает, что она ильму распространяет, сама читает оттуда, отсюда и так далее. Такой самодеятельностью ни женщинам, ни мужчинам, конечно, не рекомендуем заниматься. Тем более женщинам. Если женщина, она компетентна, она изучила и знает, пусть у нас есть определенные и страницы, есть определенная система распространения этих знаний, пускай если она относится к этому, есть у нас преподавательницы, есть у нас женские медресе, университеты исламские, пускай обращается туда, если ей там скажут, что она компетентна, и это ей актуально, ей это можно заниматься. А самодеятельностью заниматься, есть опасность, что в заблуждение тоже попадут они сами, и других будут вводить в заблуждение. Касательно муфтията, здесь также задают вопрос, если близкие люди не верят и говорят, там, поливают грязью и так далее. А что с этим можно сделать? Пророка, саллиллаху алейхи вассалям, грязью же поливали. Про пророка, саллиллаху алейхи вассалям, интриги плели, столько всего грязного говорили. Про праведных халифов сколько всего плохого говорили. Вот обратите внимание, когда сподвижника Умара, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, как умрет Умар, откроются двери смуты. Эти двери смуты, они давно открыты. Когда третьим халифом назначили Усмана, знаете, кто из людей выступил против него, против его халяфата? Выступили лицемеры, которые обманывали и пудрили им мозги. И вторая категория – это обманутые этими лицемерами мусульмане, которые сами, может быть, не были лицемерами, но обманулись ими. Они сами были мусульманами. Так вот, среди обманутых мусульман, представьте себе, первый халиф Абу Бакр, второй Умар, третий Усман, четвертый Али. Во время третьего халифа против него выступил сын первого халифа Абу Бакра. Мухаммад, сын Абу Бакра, выступил против Усмана. Против того, кому при жизни был обещан рай. Против того, кого пророк, саллиллаху алейхи вассалям, стеснялся, кого ангелы стеснялись. Но посмотрите, как работают лицемеры. Абу Бакра, лучшего сподвижника сына, смогли они заблудить и обмануть. И он выступил, и благодаря ему убили сподвижника Усмана, радiyallahu анху. А нас что говорит, если великих сахабов дети были даже сбиты с правильного пути? О чем это говорит? О том, что сегодня, когда молодой человек две буквы из ислама не понимает и не знает, и даже там алхам правильно читать не умеет, но он убежден, вот эти все алимы заблудшие там и так далее. Смешно звучит со стороны. Откуда ты понял, что это так? Ты что знаешь из ислама? Ты вообще где проходил? Что ты изучал? Чтобы такую ответственность взять, и вот стольким людям пол исламской умы он обвиняет в многобожии и говорит, это ширк, это многобожники, говорит он. Ты у него спроси 5 условий намаза, он не знает. Ты спроси, он правильно намаз умеет делать или нет, он не умеет. Но он знает, кто многобожник, кто кафир, кто нововведенец.
Смешно и глупо это звучит. Поэтому сами не попадайтесь, а кто хочет истину, просто человеку можно элементарно, кого бы он не верил, кого бы он не слушал. Если ты прав сейчас, и вот эти алимы неправы, но идем, двери же открыты, они же кричат. Вот если я заблудший человек, вот пример. Вот элементарный пример, задумайтесь. Пятничный намаз это фарз, также. Это обязанность. Пятничный намаз обязанность, его даже возместить невозможно. Пятничный намаз есть обязательное условие, без которого пятничный намаз не засчитывается. Это пятничная хутба. Все же знают, а на арабском языке имам делает хутбу. Имам, когда поднимается на мимбар и делает хутбу, это обязательное условие, без которого пятничный намаз не принимается. Так вот, если человек заблудший подойдет к имаму и говорит, научи меня исламу, я хочу принять истину, единобожие, обучи меня, если скажет, если имам ему скажет, подожди, пока я закончу и спущусь. Имам впадает в неверие. Задумайтесь. Имам выйдет из ислама и станет кафиром, если он хотя бы на секунду отсрочит принятие ислама любым человеком. Почему? Потому что, значит, он проявил довольство его куфром. Если человеку подойдут и скажут, я хочу принять ислам, если он скажет, ты точно подумал хорошенько, он кафиром становится. За эти секунды он должен был сразу ему научить шахаде. Человек, который чуть-чуть отложит принятие единобожия, он сам кафиром становится. Так вот теперь вопрос тебе. Ты говоришь, что я заблудший. Я тебе говорю, наставь меня, я хочу единобожником быть. Если ты на секунду откладываешь, ты же кафиром становишься. Несколько дней назад ко мне написал один человек, один из таких вот, про кого здесь говорится, который столько грязи и так далее. Я пишу ему, брат, религия это не оскорбление, религия это наставление. Ты на истине, я на заблуждении. Наставь меня. Аллах, говорит, только наставляет. Послушайте, логика человека. Я говорю, ты написал ко мне, что я неправильный, что я заблудший. Наставь меня. Я хочу принять истинный ислам, единобожие. Ты сказал, что я не мусульманин. Наставь меня на ислам. Я, говорит, боюсь, что твое заблуждение на меня перейдет. Говорит. Вот человек. Вот логика, посмотрите теперь. Поэтому глупцы, человек, который говорит, что у него проблемы с законом появятся, его там на учет какой-то поставят, там ФСБ, МВД, все структуры и так далее тоже. Этот человек, он чего боится? Если даже это было бы правдой. Если это правда, мы знаем, каждый мужчина сказанное слово должен обосновать, аргументировать, доказать. Назови хоть одного человека, кто пришел, задал свой вопрос, и его за это поставили на учет. Покажи такого человека. Если это такое прям сплошное поголовное явление, один в мире вообще, одну фамилию можно же знать тогда? Назови его. Кого? Мы же знаем на улице, как называют такого человека, кто за свои слова не отвечает. Вот он вот такой, скажите. Если ты настоящий мужчина и говоришь, что где-то ставят там, покажи хоть один довод, покажи на это. Я знаю, ко мне, когда я вот у меня работал, сейчас я работаю в горах, работая здесь, сколько людей приходили, задавали самые разные вопросы, самые провокационные и каверзные вопросы. Ни одного же не поставили на учет. Когда вот тебя кто вербует в интернете, когда эти люди вербовали молодежь, чтобы они себя убивали там в лесах, взрывали там, захватывали больницы, роддома, детей взрывали, женщин убивали, работников убивали. Когда они тебе говорили, иди умри, и ты будешь в раю, они даже смертью тебя не могли напугать. И скольких людей они вот так погубили? А сейчас что они тебя учетом пугают, что ли? Не получается же, не состыковка же получается. По идее, ты же на этом пути умереть даже должен быть готов. Что такое для тебя учет? Слово Аллаха возвеличить, ты что, на учет боишься стать, что ли? А где твоя смелость? А где твоя победа или рай? Знаете почему? Потому что туда, в лесах, им никто ответ не давал. Туда можно было их, наоборот, храбрецами делать и говорить, вот умри, и ты попадешь сразу в рай. А когда молодой человек хочет алиму вопрос задать, он говорит, нет, ты туда не ходи, тебя на учет сразу поставят. Почему? Потому что там ему ответ дадут на его вопрос.
Он глупец, он вот такие глупости пишет. А если он придет, ему же ответ дадут, поэтому нужно любой ценой на вот эти сказки придумывать. И верят в эти сказки. Здесь касательно Лакцева тоже вопрос задали. Говорят, что есть и профессоры, и спортсмены, и министры, и другие. Но почему, говорят, разобщены? Как нас объединить? Видимо, наш представитель этой нации. Я не скажу, что разобщены. Ну, может быть, это понятие относительное. Может быть, не настолько объединены, как хотелось бы. Но сказать, что вот наш маджлис свидетельствует, что мы, альхамдулилля, не разобщены. И маджлисы дальше тоже будут, иншаллах. Если человек хочет объединяться, сплачивать, вот здесь все, кто есть, например, вот давайте договоримся, через буквально месяца 2 можно, слишком часто тоже, не у каждого может будет получаться. Вот все, кто здесь есть, до вас же как-то донесли, что будет такое мероприятие. Давайте сделаем намерение. О громких словах не будем говорить. Вот каждый, кто здесь сидит, сделает себе намерение на следующее мероприятие выходцев лакских сел и районов, чтобы он обязательно пришел. Вот прям вот все свои дела он перенесет, отложит, что бы ему это ни стоило. И вместе с собой обязательно еще 3 возьмет. Нас здесь будет 4 раза больше. Пусть места не будет вот здесь, оттуда, чтобы в голову все выходили. Места, чтобы не было. Можно же, это же реально сделать. Что, Лакцев только в городе вот это количество, что ли? Пожалуйста, вот каждый, кто хочет свою лепту внести в объединение, вот от слова, как говорится, к делу. Сделали все такое намерение себе? Если сильно хотите объединение и распространение благого, вот такой нет, каждый сейчас должен сделать себе. Если не сделал кто-то, значит не так хочется, да? 3 это такой минимальная планка. Можно больше тоже позвать, иншаллах. Надеемся. Вот. Но самое главное, чтобы вопрос вашего прихода вообще не стоял. Это уже железобетонно. Вы приходите, а сколько приведете, иншаллах, чем больше, пусть больше Аллах вас наградит, иншаллах. Сейчас хочу предоставить слово нашему уважаемому брату Мухаммад Манар Бариев, человек, который во всех и районах лакских, и селах лакских и побывал, и даватом занимался, который уже не первый десяток, можно сказать, лет в этой структуре работает. Сегодня является председателем совета имамов Кулинского района. Вот ему тоже хотим предоставить слово. وعزاب الإيخيني كيوزا وشنشوا ومحمد ميران الوكوسا وعزال شواسا صالشين ما صالشين شكو وطيبيا جوا ساقي لشي خمبرو تيشمي بوت أمبرو حاكم تار سبارسمن تار جاو جاو سبرو أما تيشمي خمبرو جوا تيوان أركين صار الله تعالى قرآن دلتيور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم موري جولا ديفيس كون أركين صار زود شنابا الله ندين دلو لقمة تسجون شيارة وليشي مقانع قيارة جوا تسجون كم بهلبو تكتا دين دلو لقمة يالاري حارزا جولا لقمة لقنسة إن شاء الله مصالحي منيسة إشارة وانا واحد نص مجلس جولا قنابر محمد الأوكوسا كوتسي جوا تسجون قنا قوريل إشان لشان جوا شكون الله نتني بوتون برو الله قنا ولا إن شاء الله ونيل بركة ترى جولة تسمي جولة لك الملة جماعتكو جاهل تلقو إنسان تلقو تجون كون نسر إن شاء الله. كيلش مرضى تقي صاحبها سبيا صاحبها س شكو كون حقنو سمكون تقي سموت في نجع الصدور تتا وانا لوكسقط أبو بكر عمر عثمان وزمان تتا عثمان جولة سمار كل أرجم بلوس إنسان عرملوا قالين قارشي وكونوا أبو بكر دول أرج قارشي ميكو وادون عليه بقصر سوا بارتيلوخلو سوا مو بارتيلوخلو تون وا بارتيت عند زيادو تون وا بارتيت عند تسكن بقصر موجا عرمولو سبه بيزول بخسر تنن تليفون خويدزان وعملنا وام خويدزان تنن تسجل ماشين لو خويدزان وعملنا وام خويدزان تنن شهر خويدزان تنن شرعه خويدزان ادين دلو بسر كي وخلو تمردي تارجناوسا تا دوجهرت انوسا الله بروچي جو تامر خولي بيكانسا ديوانا عثمان أصابنا قارشي وكوس إنسان شو سبب شوية شيء بتشوفون خليك ننسى قنابر مي قنابر دوجهرات أو ننسى إنسان تر الله بروت جوا حقينه ممكن يشمو جرالوخ بيكنسا من تجوا ترشيل الشكر بان أركيسر الحمد لله كنو نكو إدريس حاجنا كوسا كوتو جوا إمامنا خلي ننسى إنسان تر بشاو منامني الشكر بان أركيسر شكر لي بيكن أركيسر واقع için şükür ben herkese Allah'ın şükür kunu, azan Allah kunu, jua imamne karşısı, juralise insan türedo biken şorur. Bu
Durjahrat onesa jurnalista isantal khane banote. Munemno sakhis mikku fikri banarkin ser jua sumur khulli jua neburu shir khulli jua neburu. Ote khiras jamad te shikku biasa wa azartu nasatru busunni chungu laqi hunni. Nawogu laqi bunuzun bizar khungu chaqara unugu jua chaunu batqaqara munetu sakivat tula dakmi bumur tula padur bumur naguzuk inşallah busanna umudrevra inşallah muguzun menpasa bikansardayım. Salçın cümle çandan şıkkun kulli jua şıkkun sen boğutu saru diye mu bayan bavu tajula Palestin'e kanakissa işiraltani tikkusata bala apat ta da'elu jula qami urcu ninu kuru pukru usurval litlet istacumal ta bala tikkulli kusacumal yuşo bayşe mumutsa Allah'ın duadunu Allah'ın çağuçin ya Allah ine ta bala apat paragat bağuçinsa Munamunil murad gu savagu jula munamu kanakisar ve meclis bullebur Allah nartani tetik kusta ta da'vi kurtar kunnoti ve ahiden eşku dua gu duan nisar hasu tetik kusta da'vi bukhlagan nokunu te büyükurdu bukhlagan nokunu inşallah tikku bakkasagu inşallah dünyalı Allah'nal Müslümanlar millet ummat da'vi detu balar tetu apatir tetu buruçin nokunu munamu jula savagu murad gu jula çanna kanedor munet uçin çevre zuh Allahu Teala'nal Zul dursa nenejat Allah nakhlunusa taksa Allah nartsanisa qamuldannu zuhar tebiyusa shikunusa sha arjannaunsa kunnu bunette yer tuchansa kunnu inşallah jula ummat saçun bulalisa kunnu inşallah va gihummegu çavuçansa majlisite khuna baqlansa tofik Allah nar jukunna tsinanda kundulunu shijuva usural botum buru gilu salçın muritaja jula surval gubusa jula ninu kurgubusar İnşallah bucan konku mindan go Allah'la mindan nerjat rah urugu mindan go çiri bulunu inşallah ve meclisu şavukunu jula lekhal millet saçun kunu qinnuva çavsa kunu inşallah çavnu batatisa kunu diyor inşallah. Vakil için go khirasa surval mukumma Allah'ın şükru için çevrana elhamdülillah ukunu ve jula kumasa muftiyatku jula kunasa muftigu jula kumasa alimtal güca bussa Dekut ise ummatinde Dağustan negu ve hukukunsa meclis rubulalisa Jumma dindali tuza lakin şurul kunnu biken şurul Baş aşağı kabikunu hırsı tiksa meclis tiksa Ukunsa batavurtu kanedoru zuva kakke kozazum internetru Hırsı ganit istaksa hırsı şarkavu Hırsı rayonne ukunsa meclis rubur Cemaatrak zabu sesise dindali tubu sesise İslamiyet tubu sesise Kunnu biken şurul Mretu Allah'ın şükür elhamdülillah mukunsa alim telgu mukunsa muftigu mukunsa muftiyatku jucava bussa inşallah juvagu minnar türü neniseru çarabaka Şamur çingu elhamdülillah için çevrena Allah'ın şükür vakane şikku jula Muhammed Mayrana çenannen kulle ve Mansur Havaya çenannen kulle Me bakasa gu tsemi jula bur jahilse lekral alim tel dindari tu busasissa Lekral kullal tusta lekral rayondali imam tanın uziste davet dullalissa İslamiyet busasissa Vakane şkun bosa çumalgu timilla gujula meclisi kunni zumma hesha kurçen kumur için jula lekral alim tarbur jahilsa Muqtallashi maksimum dokunsar kussa Çınappa dindari tu busasa ölçümür jahilsa Azvak hesha kurçen yarussanlar dergiyer semi milletel meclisitten baharçen Tikkucum bakake kunissa buharassa alim tal vakısı çiltu gubusu taqi gubusu kunissa hotalla rahsalla arutsalla şinkusa kujribul alim tal dindari to galga tutissa ajula tak jahil tal bakkare munene edullesiqnu bakkare mu khussa işbur jula lakrar tarih ravu gaçumal mu arutsalla şine Qawkum be jula butta qasha mu dinlahin lerkul alim talkul haqlu ve mecliste jushara her şey hurtu khane ve azardu nasihatu bulan yelulun sen nikrak qoni minnal kumma elamu qatelamu busansa Allah'la qadunudur minnakun amma haqnu sagini Allah'ın şükru tiksat zahması çundurgu tiksat zahması zamana bikumu jula kral Allah'ın şükür ve kutsusa jahilse alim tar buku nijucava haqan ve kutsuju botunu din İslamiyet qalqadisa bu kummasa şükrü xirasa jamat bunu kummasa nimet Allah'ın jukuma bulusa şükür banarkin sen mumkin savasa tivanni venevek sejwa qokun venevek khas venevek kusa mutalim tar vinnaşku kunnisyaqa sala
цеми гане дугу дуркун спортсмен тарбигу бизнесмен тарбигу цеми гу хуншуру амма виндал цалди сакуту джембику муцала дин хаздан аллахна цахаздан сахби qawrgu minemi xabarda xu qavichi dirkunu ina shili vik kashil yuchani sara makun sara vi shili dukaduluza qaw minuh vichi qadirku mukosa xabarda xa logun dukhan logun bur dugu durkun kashil gu qalitu makku qonkhunu harza dugu dulu waqtu jukwa dindalitu buslebur allah ne shukru minnetugu vinnetugu munik uchinchi oram Gihome tundek nibur navich ivista cumal kazali mukul kushinal deke İslam lakre eyuksa cumal Öder Raşid ise adimlekeye uharas tunkusa mınımutsa iya şaratusa ki direktörünü yükseğe şkoldani yala madrasali mutahamtan ders gulikle yükseğe gumuçak uçaran kurslar mutşenandan kurslar dikkak uçaran ders kudakasa mınar uçu bakasar maksa muşik kuyukesiye Şikku komak bile budul şikku kese Abdurraşid'i şaratusa apalı kulunu gunnimu Allah'ın buna yertu uçanno honurdan udutindanno arjanno khariyanno mu Tunkusa munamu tsaiya uharasa adimine dinler kusta ta zamanne şiista kutusa malokum be munan Kelçima insan tunagosa tula çalçinsa muallim mu qanaqasar Muhammed Hacı Salamu çaminna mugu kulli mutamatih mugansre ur Mojula cuma misal imamlığı kesiye lakarandur imamlığı kesiye lakar imamlığı kesiye Munamu qanaya tut salçinsa muallim go şi dugudur ku logo ki elmu lakin dulalisa mi kesan bakka ka lakarandil bogu bakkaya Şelus ray ondali lakar kullal muud Raşid go musallama Muhammed go bakkasa temi din dulalisa isanda bogu bakkaya be yerusanlar dergel temi buksa julala krosa mi isantar bakkaya Munetun Allah'na minna kulpatitu minna urçaragu baraçatgu ni'matgu imangu islamgu dikinnoti ora. Yala halı tuhti Allah'na çençenoti jula lakral mutalim talkuna dukkan bokusa. Nava dukkan okra ki azali mukul kushinal. Khur kushinal. Munamuçman khuyara arula mutalim biyagikku dukka kissa. Halı dukla gül islamran bokunu çağrı qaqullu tam prosto bodu sebegikun. Ama Allah'dan kabukunu Muhammed İsa kutu Allah'dan hakkını sakini minnen harza dolunni. Dünya algı ahiretgu harza ilmugu dolunni hakkını sakini mibur imam tanlugu ve azartugu bile nasihattugu bile cümle din İslam lakin dulle khirasta usuru ve khirasta cemaat. Munamu kutu çençenuti jula ka daqqasa ganga uchinlu ka anshivu alim tal baqqa din daqqa buxluq sujula lakal vasi hal tuhti minami mutalim tura hiç ne de çinduni haqqını sakini ve minner baraçı jummagu binu khirasta cemaat khirasta usuru khirasta surwan Mugu Allah'na tala nimet jukuma bulusa qalebur muninu kakkamban Allah'na juva qabitu şu juva Allah'na rahmigu timigu bu şu Allah'na juva khirasta bu şu khirasta cumal Allah'na insanlar ku din gudulesa İslam gudulesa mutalim talgu bulesar mu milletran Ajwa tsaqis burgarçın tarih rah Cümle çenandan kulle xaşiku ahalı Abdullah ul-Ukunni lek mi tarihre kinnu kişu mesa isantalli kumur dindalu ma'li patro busar mu cümle çenandan kulle Azalli muqturshi muqtalli xor kushindur tsana kul hicralin bunu Qulek ilçi murşinal hicralin bunu Ömer ashabul voyska aral ta dirbentin bugün yüksel İslam meşhur duvan Dava gazavat kundiku muqtala ashab buçu musar dirbentulu muzum makul ama İslam meşhur qarkundur şiku qamu qadulla mikumur Yalagu mukutsusa haraçat rubulla Turşi qunekil kushinal hicralin bunu Turşi qunekil kushinal Şeyh Abu Muslim dizun bokurçan senlan kulnu bikan arkinimu qaqulnu bokurçan buslevra mu uksa uca aral botunu din İslam meşhurdan Dağıstan ne bana baş kusakane meşhurdan uksar sençi hadis bur ukunsam uğzu qazvin fa innahu ala abwabil cennet fala yaliq an yakuna maskanatan lil kuffar Zutar gazavat bar Qazvin dalin Qazvin jula Kaspiyskiy chesa bahrul Qazvin kuno Kaspiyskiy more Qazvin vanava jula Dağıstan'dan şikkunchesa bu Qazvin kuno aramdan idositi Qazvin dalin gazavat bar senchiche qiyamat saqini tamkun vrata iz varot rabik anisartar qapurdar arjanna qapurdar yala qapı wabik anisartar va chapursa esana qaliq sartar shikkuya qananguma Mukunsa hadis bolsaçumal benim Ömer ashab semi şikku muklem yoksa gazavat rubullan. Manamuş Şeyh Abu Muslim oksaçumal at turşi qunekil kushinan dirbentrun tikku gazavat rubulle İslam meşhurdulle tikkumlar musa salçı mizit. Cuma şanna kulle ha dirbentüse mizit. Ama tatınlar busar tsamma. Arablar tsamma tikka buksatinlar Müslümanlar sipa çakbullan şurul. Ama tikku setinler cuma kulle İslam qamu qadur şutigu. Yani mitçe mulokser minemi ve şinlerdi lokstar gazi gumukun.
Тарчумал газигумучи мургуса столица Нагорного Дагестана. Кинну стратегически важнейся, кинну хичунса итхоса ханталгу типагу канугу бюкса хичунмеса. Бача чумургу каханси хами ислам машурдулан. Яла центрдани яла ахам саканен миккуни локсами ислам машурдуван. Минами вашиннади шейх Абу Муслим локсар газигумукун. Киккун уукуну икку халихму İslamiyet'e bu sene yüksel. Gazavatı bile billetene kabuk umurcuvatun bige miçon ikroyu İslam kabul dursaydı kadursan. Miki kumugu yakane yüksel davet tulle. Muksal kakane ikku umukse orçaran kursa kummizi tıraçaro tüçamusa çivisse mizit. Mihrab gubussa tü kumurçi çaza haçan batlan bige tantakane yükselter tannu tık arqaretu busta tarcumar Şeyh Abu Muslimuru tipa çek bulnasa mizit. Musulman bokumu kabulan arkini ha tipa çek. Çivisse mizit tamma bunu burtindan. Yala muksal şin şeyhtu Turşli rəhçəlik il kuşinal Şeyh Abu Muslimru bunu bur gazi gumuk gumuçyalt il no lakrat tacuma gumuçen kunu kumması mizit İslam kamul dursa cumal azalli turşi rəhçəlik il kuşin nal bunu bur kamul dur muqtalaşin tikun okul muqtalaşine davet dulle bunu bur ka mizit kuç visa bakar baksa mizit bakar ka rah turşa kvadrat nusa mizit kova zöyle metalisa kumması mizit kokokmana koksa vakvasa çil tugubussa Kaçtıysa kaksa cemaat büyükler gitku. Küçük mesela insanlar büyükşü din samra holir nenise bukukun bu sır vakse mizit kumasta jüle kral İslam kamul dursa salçın ma salçın. Munetuk amizid İslam ravu Dağıstan'ne salçısa mizit kanakisar. Cemaat Dağıstan'ne cemaatlar İslam kamul durun bu se mizit. Dirbentüse ta Arabna tsamma bu se tipa çek bulan. Akabunu bur İslam kamul durun lekral Müslümanlar bu se mizit ka kanakisar. Munamukunsa tarih bur jüle lekral İslamlar salçın kamuldursa arutturşi arutali arulku arutturşi arutali mekruşin. Bagrigaranski Ruslar Hristiyanlığa tiyu kamuldunu kadiksa 980 году dekadu kamuldunu. Jüle lekral İslam kamuldunu. Yala cümle kulli muqam mazhabral İmam Talkulli İmam Abu Hanife İmam Malik İmam Şafi İmam Ahmed. İmam Aşşafi'nin dikser etniye kireşin ka umuk bizit bu sıçumal. Etniye kireşin dirkun dake İmam Şafi'nin. Etniye kireşin kusaçumal mu Mekkeli muftini yutussar. İmam Ahmed usar Turşi rahtali mukul kuşinan. İmam Ahmed tiguma unu qaykunur ve dunyalin. İmam Ahmed mukul çimu mashabal imam tiguma ve dunyali unu qaykunur gumuk mizit bu sıçumal. Hişabara tüksa tarih buri jüle lekral İslamlar. Gene gitçe şu menne İslam meşhur khane ikku alim talgu durkusu gazavat talgu de gazi qalandartı ikku uçunusar gomuk gazavat bulle kana tsago gazi gomukti gazi kumuk kunu vayid il zaver kunu tsalarçusar ikkun ikku tsemi kunisa alim tal ikku busar Şeyh Cemaluddin gazi kumuk Seyfullah Qadi Ali Kabir al gazi gomuk ede wana ukusa Munam Ali Kabirti xuttur şişine hiç yükselmu munal lu muhtasarti çalçın madrasalu lahiyasa munallu Dağıstan'ı hertigani madrasartav çalçın muhtasarti İman İslam ihsandırulu munallu lahramigasa madrasalu mukunsta darajalu alim talgu durkusa insan talgu jüle büksar okundal madrasati büksar ta okunlar tikku kinnu ilmulun insanlar bukkan büksar dikka. Tikkuse alim tal loksa çumatihun al azhar dalin koksa çumatinal ilmu juşsa zulla kimasa çıkı bakar kum makumet ele bukkese büksar benim alim tal okunal madrasaleti. Ahmadul Yamanidi Arab kikkun ukun yüksta muqazara Arab gubulsulu gumukun kikkun Şafiski mazhab kikku abasnavatsa kusar. Madrasalı büksar kikku gumuk büksar yala semi şarkavgu bükumur mukutsu madrasat mutalimtal mukutsu minnali din İslam kiçünne de Çin dursa hayratoktik acula gumuçel lekral rayondarito xirasta cemaat xirasta ustur var amma diye sakhalle mukunsa çun arut allaşin junna sakhi zahmasa din qarat mizit rulaqla mizitru ziyabulelisa mukutsu çakya çekbun puçbunni munamnetu munamu savokun haqal mu balalikun juçava kunissa buharasa alimtal bakkare mu adulle zikr buwogu bakkasazur mu kunsa daraja kunu biyan amma şükür Allah ne şükür haqanu sakhin jula busa jahiltal ve haqanu sejuşşa yani qanaqisa xirasa usturwal Dukhan ilmu lehlan. Haqanu sakhin şu bolsa sinannaşa qanebur mizitrobiku madrasalebiku vicherni kursirdavobiku yegu jula urchu hamban ilmu lehlansa. Hırtsınışa qanebur. Tak ilmuli nuri lehle jo hiçme bachinisa xirasa jamal xirasa usturwal. Xirasa surwal. Sakillah qadaglenu uchinda sekivadattigu inşallah.
Ялагу хираса жамат хираса усурвал шиккут ананавра куллар ондолу имамну хичва лакар ондолу имамну кесия чаруну му харцмудан тун бигева я имам тфайса чумар напут анаку тун биялхане баккара шараваллау лаккучу элмудуса имамну итан шараву тухлебур уксучума лаккучу аккара алимчу имам аккара ачму чалаккен аркесерне агане зуз дула урж хануlla какучин дуклан مشيلو إنكباطة بقارخة زو هم بار زولا شراتو سعرج دكان هنارا حتى بتس شراتو تسعرج هنارا زوا تجون كونو دكان هنارا شيلون مو إنسان خراشينه وكوا دكين كونو وكوا لخان كونو وكوا حاجان كونو دكان كونو ما كنت إلو كليور وكوا جنو حرزا بدلونو جوجنا جولا عالم شو هنقوليور مو قهستري جمع منتو جولا لكوچوي كان شرور جولا عرج هم بار كنسا يكون دكان صالچين ما صالچين Яларика лекучуку ки куйганис. Яручуи техтугбур а яручути. Салчин жула дини самро ми яручу лекучи зекелу богу бакасар. Жуа бусурманно. Муни лузуя цачунгу буса. Сазаманне туцухлебур а муфтият хота яруса баккара миккулак баккара. Вахтира цаллагу тиккувак салле зитира цегу яручу каккокуни. Атикку цуятун атикку бусурман бетира. Лекучу яручу баккара жабру бусурман. Джевротина ми тикку лекучузун. Муна вел куртар шеве уча школали дукре. Тамам ми чахана нужва дукан исламский университет равун. Гитчала хале му тиккузун нисар. Джо аккаччадарту мукун. Ви качче бур вела уж тиккузун. Атун цеминету цянгалгатыра. Ярусунна дурхумбур цаладин. Машхур дуллебу жуммагура кимбуллебур. Ацени жуа жуламагу хан каулле хам цеминенгу галатун санаркин сар. Менету хираса жамаат хираса усурван. Нажуа шикку оотун зунт галаты яккара жумма ахал галатыра жушчала ахал. Жуа цемиллатрун. منيتو خيراسة وصورة خيراسة صورة أعطي ورا تسينانينغو شكو جمع بتشارة حالك جولا دين دورجلي بيبيخينو جولا أرجرو وجوا علم الأخلاق مدرسة ورطان همبونو شمع أرجو خوشان تسارج هنا إلى مدرسة دكان ولا قتلو عالم شويك انشورو ولا شرع عالم شويك انشورو وما تيلس الدين سامرتو تيوشوا قالوسونو تيلس الدين دليتو زاغنر بوسانشورو فيكو شرعالكو ممكن جواجو ممكن على إمام تالكون نبقى كوتشين فيشرني كورسوتي بصير نجمع دي شاميلا كراسات رسا بوسيرا بودو لوجون لكيشة جوشيوجو يقول لبوس ميزيترا بصير إمام تاجي نجا قاكون لكين كون نسار خلاص جماعة وانا داغستانسكي لكم بقولوا كارت يعني لكم بوكليترو كنت انا بوسان زوا خالبارا داغستانسكي اسلامسكي университет واد نقول قرطال بوساч ارمنات شانر واد قرطال بوسار كالزار كوشنا وات يتوسر حين وجه قنيش هالنشيني ومدرسة زي عالم تر يطبق لي واجد مكوك ستشينا بواد داغستاني عالم تر إمام تر شتشري بكوسا ومدرساته شتش بقصقو بيجي إشارة خيرات زمان واش الله روسيا حكومة دورخا لبوس شهر أنا وشارة خبر من ترى جوشة تكو إنسان لقي كون إنسان جولا إنسان خبر من ترى لبوس قمة شهر بورخا عروس نص روسيا نثا مدغان نتو بيبي خون تكو تناجولا مقاد محمد رسولي وستر شكو إمام نكيسيمو تا تيخون نوغورد تيخون بينين جولا هيت سكنه جولا معلم تا امام تا بوسر تيكو شيك واك انا قرطال بوسا ان شاء الله روسيا نوكو ان شاء الله استريا بين استريا نورتول ان جروبنيك مرشد محمد تي كوميريشو شيكو يقنا كيسيا استريا نو موسات انا دعوات توله كل بيكن شنو زوما ان شاء الله وصير بوسر وا ونتو زوسر جولا ارجو هم بنس خونسا شيكون دوخي مرت دين اسلام كا بقيتو غاتشن بين لكين مو بقى كوشان الخيراس جماعة ميديسينا تشيسه بكوشان جولا خلاص عالم شور سيف الله قاضي باشلار دوسه نيسوقرا دوسه غوش ميديك كسر خلاص عالم شور شيخ وانا تانيسا ميديسينسكي كولج имени башлара өтөтө мусага ахмед хан султан али медик таркуншуру ки илму диндалу бахабиз гола ким буле босар медицина гола ким буле босар мунету чебуру медицина бакин хамбара шикун مرسا شيكو коррупция ду машалла саду даккасар цаза даккаса так цала илмугу медицинский ва мукума винушараха диндалу затку бусебусар меду кулну бигара ва мукума светский се чебу куча светский се дагестанский гуманитарный институт бусар мукума туитуса мукуна религиозный здание гудулесар ва мукуна светский гуду личилица журналистика экономика лингвистика ди ва него куртал бусар мадраса куртабу мука ва куртабу яла магистралу туралу дукан окур ва куртабу хакан сакени силхозлу кечиму курсо дуклевра него ва мухаммаду тисакуцу ва нава мадрасалу хакан сакени тун харзад бусар ашикунгу дукан охан кума сабарчала тур буттен мунар окурату дукан окуна исламский университет жу шама усубу мука усубу
цаегу тачма захмасы чундикева диндели ту закуна бакая тунчебу куна хатаба тулашева алим чуйкан ту маркин кусучума диндели ту зат ухлесе исан чевр куна мукутуна буттал хануна шикун дукан ухан Мунен кумаса Аллах не шукру мукунза буттал хануса баршаллах кумаса мунен ажанусу харианно иншаллах идосис Аллах шафак биено мунен Мунету гузула урч мукуту хамбара дукан минету алим тар кун шуру мақамақкум ца шамма аят ки аят хадис бусанна алим чунал мутаалимнал даража куллу бикан шуру Жума ценанан чебур ва дунали жуа яла хуйми яла гужми хунче мукун мажва харачт булебру жула урчарету яла цадур куса хич уммеса секер койқоса бақа кашил қайқоса урч кун шуру амма яла хуйма исанни Аллахнар хич яла хуйма Аллахнар чаро Аллахнар хич яла хуйма мунамур бяжану яла хуйма исан Амут сукун серди Аллахнан аузу биллахи минаш шайтанир раджим Аль-Худжурат атне шамурчим ayatul Allahu Teala diyorum إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وآية الله تعالى diyorum حقنو نزل حمودا أدمينغو قامتيبانغو ليچي ise племена и народности миллетру кала салохисте лекучу яручу личи ise лахамбота назу циван тиминемит шапа Аллаха цян лахамбота зу куннету лахлан шуру кул буллан ва кунсав тат кунсав кунашаку абмен опыта тумбеке мукусу куннету лахлан шуру цамур мурад бакаса налавеса наелевестара аммадар Аллахнар кич яла даража лаве матар Аллах нету нехусума Munamuni nuri miskinsa fakirsa kuçum Allah ne tuni havususa gatturşul Allah Allahu vesar avadan sagu gujbu sagu Allah ka ustanyer metu Allah ner kiçler yala darja Allah vesardar Allah ne tu niye usuma autti çukulni jwa Allah ne tu niye ususa insan kunnisa jutuva tamur ayetru Allahu Teala diyor sura al-Fatir qul merçimur ayetru auzu billahi mineşşeytanirracim إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم حق نتر الله نتنيه بوسمي مي قناقسر عالمتر الله القرآن داريدور حق نو الله نتنيه بوسمي إنسان الله تروتو مي عالمتر لتر تيوان عالم چولان قلوتي خوي مرچرو اكي مرچرو تيلا مرچرو قطع مرچمر دو منتو موسى حرچت بوله حرمتو آرخوتان الله نام قيمونيتو غان خونشورو ونمنه تجوا عالم تل كونشورو يقول متعلم تل بيكن شجرة أو شو بيكن شورو مي دكانهم معنا كسر وشامل شنقول يدوس عليه الصلاة والسلام حديث وديور خيركم من تعلم القرآن وعلمه زيتو يلا خوي ما قنا قصتر قرآن قلوا خنو قد تمنا لكن مللس إنسان مو ميكو بچوات القرآن بقات قد دينار خنو تمنا لكن مللس إنسان متعلم قنيور منتو ونبي جورا جوا بيكن شروع حتى بتسقيس تشيلي صدقوا تشن علم جوا لكرتشن مش مادي تدرس لكرتشن مو متعلم ري منتو مزوج حركة بارا واكيتش دك نختون ونزوج تيورا خيرس جماعة خيرس وسرور واجولا لكرال ملة جولا جماعة تشون كون شروع تاق كون شروع وسوشي كون شروع قال كيتش بس جولا تاريخ لين جوا زين بيكن شروع هم بار زولا أرجو تأو خوشنجو إسلامسكي universitetron دكان علم لكن زولا قتلو عالم شو يكن شروع مني الله درجة الله ستسكي وادون لأقصى يجنو قيم خسر يلا الله ما موري الله نتهز دولارسا الله نخلق ننسى إنسان الله تعالى توفيق بلونه يكون متنان نكون شكون بوت من نكونغو بچان قوخ من نكونغو جلا بنيت يرتو جنو جلا إيمان تقدوانو جلا ملت تشون كون بنو تقون بنو إسلام لغما تشون توفيق الله نرجو كون مبلونو إمام ترى لغما لغا توفيق كون مبلونو وجلا بطار قال تاريخه قال قطي تكون بيكسر قطي بوستات إسا درجة جوا إن شاء الله بهنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Хераса Уссурвал, у нас мероприятие подошло к нашему логическому завершению. И в конце, перед общим дуа, завершающим, как мы и говорили, будет розыгрыш жеребьевка на малый хадж. Я хочу попросить, вот у нас самый маленький, кто здесь есть? Вот здесь кто-то был. Вот меньший тоже есть. Вот это нашего слишком маленький, да?
Как зовут? Абу Бакр. Салам алейкум. Если салам дал, уже отправился. Оттуда стань, хорошо? Понял? Туда садись. Ему или мне? Так, готов? Смотри. Вот сюда руку засунь и покрути вот так. Давай, туда не смотри, засунь руку. Руку засунь. Засунь. Засунь руку, засунь. Давай. Покрути, крути, крути руку, крути. Засунь, засунь, возьми. Номер запомнил, наверное. А ну давай, он у нас слишком маленький. Ты вот сюда садись, вот сюда сядь. Вот сюда сядь. Вот так. Давай, вот он. А ну. Салам алейкум. Как зовут тебя? Абу Бакр. Еще один Абу Бакр. Все. Давай, глаза закрыл. Покрути, засунь руку. Покрути хорошенько. Покрути. Не-не-не, не ее крути. Руку покрути. Рукой покрути. Еще. Размещай хорошенько. Хорошенько размещай. Нет, 8. Одну достань. Достань одну. Достал? Одну, ты там 2 достал. Одну закинь. Стой, подожди теперь. Подожди. Такс. Так, у нас женщины тоже внизу на связи должны быть сейчас. Так, поднимите руку, у кого есть цифра 2. Двойки здесь точно нету, можете отдыхать пока. Можете расслабиться, двоек нету в этом номере. Так, номер 0, 8, 4, 9. 849. У кого есть? Нет, там внизу еще сестры есть, мы сейчас у них тоже спросим. Еще раз посмотрите внимательно. 849. Есть? Есть? Проходи сюда. У вас внизу тоже есть? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Как зовут тебя? Али. Все, вот у нас номерок, который вытащили. Видят, да? Камера снимает. Вот. Чуть помятый, но тоже это же цифра. 849. Давайте поздравим нашего брата Али. Аллаху Акбар. И, иншаллах, одну фотографию тоже сделаем. Проходи, чтобы мы тебя не перепутали потом. Присаживайся, мы с тобой свяжем. После или сюда садись, пока не уходи. Сейчас сделай, иншаллах. Давайте сейчас, пока не разошлись все, коллективно сделаем тоже дуа. Хочу попросить вот нашего старшего брата Али из Холисма, вот наш брат. Сделайте дуа, пожалуйста. Все амин скажем за наших, вот основным поводом, причиной, то, что мы собрались, это были наши братья и сестры из Палестины, и за всех, и за наш дагестанский народ, за всех верующих людей. Аллаху амин. Амин. Аллаху амин. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Пусть Всевышний Аллах будет всеми доволен, всем ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
ومجلس لهم بود سريندن تلا بترتو خندو خوش مجلس خنده تنوندن دغو خوش نصيحت ربوسونده وارغانيزابات دوسبيدن تولدوشي بدولوندو ومايرانا محمد لونغو تنوندن دغو سوقلوندن وسيربورن كيسا تنوندن بغو تلا بتخندو لكرل تهز دولا لسه جول بعالم تورن خندو يا ربي الدنيا تخم بيغو قنو وكون سبتا برتي خندو يلا لكم مزرعة غلقت السلك للشاس مجلس الهرز خنو لكم مسكون لبنا لكم مزرعة غلقت الإنسان تلقوا لكم مزرعة غلقت السك ترى هاردني كربينو جول بجوا خن قباش شيء جو خن قبيسر مجلس رو هرز خنو دين لومي هرز خنو ما استدين دوت الناس إنسان تورن برشت كبسر جاي قناة شراب اللينج برشت بسر جاي قناة قطرونج برشت بسر و تنتاجول بتل بتقاتو تكازات بس زادريبا خن قويس دعوتوني بنبي إمام ترى إسلام سكوني سترون دكوا مخابراتي من مزارع شارك خن رازيرا هرز خنو جول برجو تاجول بكتشو بيكس أعلن تلقو إيمان إسلام قدوس لكرر كتش بكتش تاريخ تهارجوت أنا كل لخونا أترى درجالو تقول شو تينا